Кристина Александровна, кто ее курирует? Ольга Александровна, да? Угу. Надо держать ее на месте, или если что, Ксении надо сказать, что Гурубай ее. А может, я вам дать кто? Может быть, с этим потянуться? Да? Зачем? Сейчас зал вообще пустой. Ужас. Да все просто сели бы назад. Да, наши. Конечно. Сели вперед, все было бы по внешне по-другому. Объявление у нас. Здравствуйте. Алло. Все, мы начинаем работу. Пожалуйста. Уважаемая аудитория, уважаемые собрания, ваше внимание. Все. Доброе утро всем. Хочется верить, что вчерашний день прошел не напрасно, что у вас много информации и более того, что мы все с вами получили заряд культуры определенной, интересных мероприятий было вчера много, и я думаю, что всем должно было быть понравиться. Начнем сегодняшнее мероприятие с объявлений. Я обращаю внимание на программу нашу, программу конвента. Вы ее, пожалуйста, откройте. И для той аудитории, которая на этот момент пришла сюда, просто уточняюсь. Конечно, будут еще в течение дня объявления. Во-первых, мы сейчас продолжаем финно-угорский круглый стол. Вы знаете, в программе это заявлено. Вместе с параллельным мероприятием идет, вместе с обсуждением на круглом столе, предлагается, кто хочет, особенно для гостей, которые приехали из других регионов, обзорная экскурсия по библиотеке. Это параллельное мероприятие. Если у кого-то из гостей есть желание пообщаться между собой, мы тоже не будем возражать. И если это не финно-угорская территория, и вам эта тема не совсем близка, вы тоже можете уединиться. У нас есть 2 открытых зала. Там удобно можно сесть и пообщаться. Это, так сказать, профессиональное общение. Это та минута, когда вы можете обсудить то, что вы услышали в первый день нашей конференции. Еще одно объявление. У нас сегодня программа конвента рассчитана до 17:45. То есть в 18 часов вся наша аудитория должна быть на концерте Асия К. Но дело в том, что в театре в 16 часов, 16:30, начинается пленарное заседание. Пленарное заседание представляет из себя выступления гостей, которые приехали из других регионов. Это заместители губернаторов, это чиновники федеральных ведомств, Министерство культуры Российской Федерации по каким-то и актуальным вопросам. Там будет на сцене, они сядут, и в режиме вопросов, ответов будет их беседа с аудиторией или трансляция каких-то трендовых направлений развития культуры. Кино будут обсуждать, музеи, театры. По библиотекам не знаю. Ольга Сергеевна Ярилова должна была быть там, из Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня она проводит ряд совещаний. Может быть, она там будет выступать. Но, тем не менее, вот примерно так это все будет выглядеть. Затем, после этого пленарного заседания, в 18:30 начнется концерт нашего национального государственного ансамбля. Концерт просто исключительно замечательный. Я рекомендую обязательно побывать там. Поэтому кто из гостей захочет быть на пленарном, и он должен будет уйти с нашей лаборатории, потому что лаборатория будет работать до 17:45. Мы подъедем, вся аудитория, поедем только на концерт.
Поэтому вам надо, кто захочет уйти на пленарно, сесть где-то в конце зала, чтобы незаметно потом уйти, да, в 16 часов. Автобус будет подготовлен, то есть в 16 часов автобус отъедет до театра. Ждать вас долго не будут, потому что в 16:30 уже точно начнется пленарное заседание. Это будет уже в другом театре, это не в театре оперы и балета, поэтому это другой путь транспортный. Нам понятно все, да? Это на сегодняшний день такое расписание. Мы сейчас начинаем работу, продолжаем, вернее, вчерашнюю тему финно-угорскую. Я представлю Татьяну Александровну Марценюк, она вчера вела уже первую часть круглого стола. Я даю ей слово, и, собственно, у нас сегодня она объявит, что у нас в программе этого круглого стола. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что вчера нам удалось создать некий задел, и те, может быть, вам показали, те выступления, которые были вчера, возможно, показались вам, может быть, неожиданными, может быть, вы ожидали что-то другое, но, может быть, это своего рода провокация была, да, и поскольку сама работа круглого стола еще не завершена, то, может быть, и вы не почувствовали вчера некой точки завершенности, да. У нас сегодня присутствует 2 докладчиков из тех, кто были вчера. Это Оксана Аркадьевна Якименко и Ирма Рейнин. Если у вас появились вопросы к ней еще вчера, сегодня утром, то, пожалуйста, мы можем предоставить на это время. Пожалуйста, эту возможность можно сейчас реализовать. Есть ли такие пожелания? Есть ли сейчас вопросы к докладчикам? Нет. Может быть, в конце, да. Может быть, комментарии, может быть, именно высказывание, да, по тому, что было сказано. Если нет сейчас вопросов, то мне бы хотелось представить проект, о котором вчера уже упомянула Анастасия Юрьевна Детловская. Тот проект, о котором вы прочитали в проекте резолюции нашего круглого стола. Финно-Угорский библиотечный информационный центр. Простите. Итак, Финно-Угорский библиотечный информационный центр, сокращенно ФУБИЦ, который нам видится той самой точкой роста или одной из точек роста финно-угорского сотрудничества. Вы услышали вчера предысторию этого вопроса. Во время посещения нашей библиотеки Вадимом Валерьевичем туда мы получили от него предложение, от которого сложно, как вы сами понимаете, отказаться. Поэтому мы на него согласились и расскажем, как мы его видим. И сегодня это площадка для обсуждения участия регионов в этом проекте. Все, кто из финно-угорских регионов, мы знаем, финно-угорское сотрудничество имеет свою давнюю историю. Я здесь привела буквально несколько ключевых фактов из этой истории с 2000-х годов. История, естественно, началась значительно раньше. Но и мы видим, что в 2003 году совещание представителей финно-угорских библиотек России и Финляндии. Далее в 2005 году начался проект «Портал финно-угорские библиотеки». 2004, Галина Григорьевна, спасибо, да. Вы как координаторы ФУБР, который функционирует до сих пор, выполняет свои функции, и все финно-угорские регионы, библиотеки направляют туда информацию в новостную ленту. Мы можем видеть деятельность библиотек. Не могу не назвать совещание «Круглый стол по финно-угорскому сотрудничеству» в рамках юбилейной конференции Национальной библиотеки Республики Коми в 2017 году, когда мы понимали, что настигла или пришла такая ситуация, когда мы как-то не так взаимодействуем, как-то это сотрудничество, может быть, потеряло свою нить, и нам бы хотелось, чтобы мы снова стали объединяться. Тогда шел разговор о форматах электронных документов. Мы поняли, какова ситуация, но я надеюсь, что все мы с вами услышали мнение и пожелания наших зарубежных коллег, той же самой Кристины Бетки, которая вчера выступала, Рику Саванина, представителя финно-угорского общества России и Финляндии, о том, что мы бы с удовольствием
контактировали, функционировали и работали вместе с регионами, но мы не видим некой какой-то консолидации, мы не видим, а с кем, собственно говоря, работать, потому что с каждой библиотекой в отдельности это как-то очень сложно. То есть вот этот вот момент, остается открытый вопрос о единой точке доступа к ресурсам, услугам финно-угорских библиотек, и был поставлен вопрос об организации и координации нашего с вами профессионального сообщества. Итак, в мае прошлого года мы получили предложение о создании финно-угорского культурного центра. Далее летом эта идея нашла свое воплощение в концепции этого центра. Он получил такое понимание не просто культурного центра, как по подобию центров ВГБИЛ, а именно библиотечно-информационного центра. И вся концепция уложена вот в этой схеме, которую вы видите на слайде. Я попытаюсь раскрыть концепцию именно вот через эту схему. Ключевой, или как бы ключевая функция, ключевой момент, который, как видится центр, это как единое информационно-библиотечное пространство финно-угорских регионов. И это реализуется через создание единой точки доступа полнотекстовых ресурсов электронных каталогов, через обслуживание потребителей информации всех регионов в удаленном режиме и через взаимодействие, наше с вами взаимодействие, именно библиотечного сообщества финно-угорского мира. Вот поймите правильно, что мы увидели эту концепцию, мы увидели содержание этого центра так. Да? То есть здесь можно всегда добавлять модальность, что мы видим так, это может быть так, но это мы считаем целесообразным, и вы можете высказаться здесь и высказать свои предложения. Вот на пункте 3 территория взаимодействия финно-угорских библиотек мне бы хотелось остановиться отдельно, потому что мне этот момент видится ключевым. Если мы сможем с вами вернуться к этому взаимодействию, если мы сможем его выстроить, то тогда мы сможем выстроить и первые 2 пункта. Тогда мы можем создать единую точку доступа, работать по ресурсам и по обслуживанию, по так называемой там, виртуальной справке, или как мы это обозначим. Как бы мы ни... Ну, скажу так, что вчера и сегодня уже звучало это слово «вызовы». Да? То есть мы постоянно сталкиваемся с теми или иными, с тем, что есть некие вызовы к библиотекам. Как они себя видят, что они создают и что они предлагают. И нам видится, что содержание в библиотеке – это один из ключевых моментов. Что мы предлагаем читателям, что предлагаем потребителям, какие события, чем они наполнены, для кого они. И каждый регион имеет свою специфику по финно-угорской теме. Как вы реализуете эту тему? Естественно, у всех есть свои подходы. Но, например, в Республике Коми проживает порядка 100 национальностей, да, и только 20% Коми. И большая часть людей – это те, кто сопричастны к финно-угорской или коми-культуре, да, те, с кем мы могли бы больше работать, да, кого бы мы могли больше приобщать. Это один момент. Следующий. История настолько долгая, да, и настолько меняется мир, что постоянно одной библиотеке в своем регионе предлагать и постоянно создавать какой-то интересный контент, какой-то необычный, подавать традиционную уже тему по каким-то новым, в новых форматах или с новым содержанием достаточно трудно. Поэтому нам видится, что вот это обогащение контента, содержание, которое мы предлагаем можем предлагать во всех библиотеках финно-угорских регионов, может создаваться именно совместными усилиями.
Да, я приведу такой пример из обсуждения, когда была во время юбилейной конференции в Национальной библиотеке Удмуртии, вот этот момент мы же там проговаривали кулуарно. Но, например, Национальная библиотека Карелии, представители говорят о том, что мы специалисты по эпосу Калевала, да, мы говорим там о 26 переводах и так далее и тому подобное. Вот здесь, в Республике Коми, в нашей библиотеке, нам нет смысла так углубляться в специфику этой темы, изучать ее, когда у нас есть специалисты в Карелии. Нам проще согласовать эти планы, согласовать время аудитории и сделать включение или то, что мы делаем вообще просто по скайпу, пока у нас нет системы ВКС и нет той системы, которую мы бы хотели ее иметь для подключений. И то же самое с нашим регионом. У нас есть свои предложения по краеведению. Да? Если есть интерес, если вы считаете, что вашим посетителям будет интересно то или иное событие, то мы согласуем наши действия по совместному проведению, то есть по тому подключению, да, и, собственно говоря, вы получаете наш контент, и все мы взаимодействуем таким образом. Если сейчас прям по ходу есть вопрос, то, пожалуйста, его можно будет задать. Вот, если что-то я сейчас непонятное говорю. Потому что у нас опыт такой есть. Может быть, он связан не с финно-угорскими территориями, но проведение очень содержательных, интересных мероприятий межкультурного содержания решаются самыми простыми техническими возможностями. Спасибо нашему отделу автоматизации. Мы просто с обычной камерой, да, разворачиваем ее под правильным углом, методом экспериментов, да, и прекрасно провели мероприятия, читаем с Францией, с библиотекой Шатаны Малябри, проводим телемосты с Лиссабоном во время Дня языков и культур, проводим телемосты с Арктическим университетом Лапландии и так далее. Да, и буквально в самый последний наш опыт, это 28 февраля, День Арктики, встреча по скайпу с главным редактором Баренц-Евроарктической энциклопедии Мацолов. Да. Все функционирует. Что нам мешает с вами таким же образом общаться и предлагать нашим читателям что-то абсолютно новое? Вот такой посыл по культурным, по познавательным, по интеллектуальным событиям. Если мы сейчас посмотрим на схему, то вы увидите, что вся специфика центра видится нам во взаимодействии на местном уровне, здесь, на территории Республики Коми, на межрегиональном, на международном. То есть мы видим, что сила-то она в партнерстве. Нереально одному что-то постоянно творить, сочинять и предлагать. Поэтому в этом взаимодействии есть всегда вектор двусторонний, скажем так. Мы предлагаем что-то новое, и мы смотрим, каков результат или какой эффект. Мы смотрим, появляется ли новая аудитория, или она не появляется, и какой у нее посыл, да, и как она на это смотрит. И это дает как бы некое движение для, простите за движение вперед. Вот наш Северный культурный форум имеет название «Стратегические направления развития библиотек для устойчивого развития». Вот нам видится, что вот в этом постоянном предложении, обновлении за счет и вместе друг с другом создает вот это устойчивое развитие, по крайней мере, может создать это устойчивое развитие. Никто не может сейчас привести гарантии, что да, это будет работать именно так. Но, вы знаете, я могу вспомнить сейчас только привести слова Пелясова Александра Николаевича, который выступал на время Дня Арктики, который сказал, что давайте вот мы признаем, он говорил это не о библиотеках, а о регионах, давайте мы признаем, что мы отправляемся в некий инициативный поиск, и мы не знаем, каковы будут результаты. Но давайте будем готовы к тому, что это, может быть, будет не тот результат, который мы ожидаем, но он будет. В нашем опыте и в опыте библиотеки и иностранного отдела в том числе есть такой опыт, когда впервые мы провели День европейских языков, собственно говоря, не ожидая, какой это будет иметь эффект. И мы увидели совершенно новую публику, которую никогда не видели до этого в отделе, и которая теперь часть из нее является нашими постоянными пользователями и посетителями мероприятий. Так что
Я думаю, что здесь путь такой он конструктивный. Ну, как развивалась история дальше? То есть была создана концепция, мы увидели содержание и специфику этого центра, и благодаря поддержке ВГБИЛ, благодаря Надежде Карповой, о которой вчера уже говорили в контексте библиотеки Астраханской области, мы имеем теперь уже концепт-дизайн этого центра. Собственно говоря, он будет находиться здесь, где мы сейчас с вами находимся, и в отделе литературы на иностранных языках. Вот есть визуализация, так это будет территория выглядеть в 2021 году после капитального ремонта, собственно, когда и будет открываться этот центр. Поймите, что сейчас мы моделируем работу этого центра. Мы сейчас мы предлагаем, мы обсуждаем и ждем вашей обратной связи. Мы готовы к тому, что к такому сотрудничеству присоединятся не все финно-угорские территории сразу. Нам бы было важно понять, кто из вас готов участвовать в каком качестве. Да? Или это работа с ресурсами, или же это некий пилотный, пробный вариант какого-то совместного мероприятия, события, или сетевого проекта. В качестве предложений у нас есть два предложения, которые мы сегодня вам озвучим. 2019 год объявлен в Республике Коми годом Ивана Алексеевича Куратова в связи с его 180-летием. Вот здесь вот на выставке миниатюр вы увидите миниатюру его стихотворения «Мена Муза», которое переведено на много языков, и, естественно, финно-угорских в том числе. Мы инициировали такой проект, как видеомарафон «Мена Муза. Диалог о вдохновении». И приглашаем участвовать вас в нем. Все очень просто. Мы предлагаем вам прочитать это стихотворение у себя, в вашем регионе, в библиотеке ли, на просторах ли вашего региона. Далее мы соединяем эти видеофрагменты в единый, да, и создаем продукт, которым могут пользоваться все. Продукт, который является неким сигналом вот этого уже сотрудничества и некого объединения. Этот продукт будет показан на юбилейных мероприятиях здесь, в Республике Коми, ну и так далее. Будем смотреть, как это все будет развиваться. Это такое вот предложение. Далее, когда мы стали уже так всерьез думать о развитии финно-угорской темы, то в отделе иностранной литературы по инициативе нашей коллеги Ольги Санны мы создали клуб почитателей всемирной литературы. Называется он «Вершина айсберга». Тут есть некий символ в том, что в любой литературе и в книге мы не в состоянии сразу все содержание понять. Мы очень часто видим саму верхушку. И вот сейчас в качестве эксперимента участники этого клуба чтения, интеллектуального общения, собираются такие вот интеллектуалы, тем, кому не хватает подобного общения, о прочитанном и в связи с прочитанным, и о культуре. Вот уже познакомились с литературой Эстонии, сейчас началась история с венгерской литературой. Скажите, а в ваших библиотеках ведь наверняка тоже есть такие клубы, кто читает, вы объединяете читателей, кто, я не знаю, у них может быть своя специфика, да, у этих клубов, свое содержание, но ведь подобные люди у вас тоже собираются наверняка, которые тоже хотят вот самовыразиться, да, там, рассказать, я вот то прочитала, то кто-то руководит, наверное, таким клубом или нет? Есть и разные, конечно, как же? Особенно сейчас. Не знаю, особенно. Наверное, всегда это было важно, да? Может быть, сейчас действительно особенно есть своя такая определенная мотивация. Нам вот пришла идея, почему бы нам не познакомиться через такую же скайп-встречу,
с теми клубами, кто готов к этому знакомству. Собственно, мы таким образом в библиотеке создаем такое сообщество интеллектуалов финно-угорских регионов, 2 регионов, 3, кто готов, да? Мы можем познакомить этих людей, поговорить, о чем, собственно, они, вот чем эти клубы занимаются. Может быть, там далее выйдет какая-то общая программа, содержание. У нас вот Оксана Аркадьевна определенные идеи тоже высказывает и готова, я так понимаю, да, наше содержание обогащать. Нам, собственно, не нужно самим что-то выдумывать, да, то есть есть специалисты, которые подскажут, и наша функция в координации. Вот, ну, это вот такие предложения. Ну, конечно, нам видится, для того, чтобы мы начали что-то делать, нам видится необходимость определить, если вы готовы к этому сотрудничеству, тогда нам необходимо все-таки понимать, кто будет координатором этого направления в вашей библиотеке, и далее мы начинаем работать. Собственно говоря, предложение вы видите в резолюции, которую мы предлагаем, и мы никого не хотим силой куда-то или приглашать в этот проект, да, это совершенно добровольное решение. Мы поделились здесь своей идеей, своим видением. У нас есть четкое убеждение в том, что что это объединение нас может реально приподнять над нашей действительностью, дать ответ одному из вызовов к библиотекам, показать, что мы решаем свои вопросы, решаем вопросы для общества и обогащаем то население, где мы живем, обогащаем сами себя. Собственно говоря, вот эта идея и концепция уже с некими иллюстрациями и ключевыми предложениями к вам. Сейчас мы готовы выслушать некую обратную связь, возможно, вопросы, все, что вам хочется сейчас обсудить. Да, Галина Григорьевна, пожалуйста, микрофон. Я хотела сказать, что я никогда не рассматривала наше сотрудничество как конкуренцию. Но, прочитав резолюцию круглого стола, я увидела там 2 фразы, которые меня смутили. Значит, вот ваша идея, которую вы показываете, идея, которую вы продемонстрировали, очень симпатичная, и то, как будет выглядеть ваш центр, это очень здорово. Но фраза создание вот такого центра подразумевает организацию единой точки доступа к полнотекстовым ресурсам и электронным каталогам. То есть вот уже 15 лет роль такой единой точки доступа играет двуязычный портал Финно-Угорские библиотеки России, который ведется полностью на русском и финском языке. Кстати, опыт показывает, что взаимодействие вот такое – это очень сложная работа. Заставить хотя бы элементарно сотрудничать полноценно регионы, находящиеся от тебя в отдалении, это чрезвычайно тяжело. И должна сказать к своей горечи, что Национальная библиотека Республики Коми далеко не флагман вот в нашем этом проекте. Даже приехав с вашего юбилея, информацию об открытии, о возобновлении работы вашего центра чтения мне пришлось делать самой и дополнять своими собственными фотографиями, которые я с телефона делала. Это первое. Второе. По результатам нашей той встречи я промониторила и электронные каталоги наших библиотек финно-угорских территорий, и полнотекстовые ресурсы наших финно-угорских территорий. Они чрезвычайно разнообразны, они абсолютно разные, они разными способами, в разных форматах
представлены в интернете. Что я могу сказать? Наше взаимодействие прекрасно, ваши предложения хороши. Почему в этой резолюции не упомянуты условия нашего взаимодействия? Я могу со своей точки зрения вот что предложить, со своей позиции предложить. Национальная библиотека Республики Карелия имеет свои сервера, имеет 10 интернет-проектов, то есть опыт их создания достаточно большой. В принципе, мы способны создать и визуализировать сводный каталог изданий на финно-угорских языках, включающий описание от библиотек разных территорий и ссылки на полные тексты, если таковые издания переведены в цифровой формат. Мы можем сделать это оперативно, но при соответствующей финансовой поддержке. И библиотеки, которые согласны будут участвовать в этом, захотят быть представлены в этом каталоге, они точно так же нуждаются в определенной финансовой поддержке, потому что сегодняшний вызов вот тому, что ведется не в реалиях, не по скайпу, а в интернете, в киберпространстве, да, сегодняшние вызовы, они непредсказуемы. И для того, чтобы электронная библиотека, например, Мурманской областной библиотеки была доступна, они покупают программное обеспечение, издательскую платформу и тратят на это 100 000 рублей. Точно такие же проблемы стоят у всех библиотек, которые занимаются переводом в цифровой формат своих печатных богатств. Национальная библиотека уже, в принципе, эти вещи делает для того, чтобы не пропал тот труд, который был представлен до сегодняшнего года. Нам приходится затрачивать силы, средства, время для обновления вот этих вещей, для восстановления этих вещей, для представления их в современном формате, который принимают все браузеры. Так вот, мне кажется, что в списке ходатайствовать перед Министерством культуры о финансовой поддержке межрегиональных финно-угорских проектов имеет смысл упомянуть наш межрегиональный проект «Финно-угорские библиотеки России», который точно так же нуждается в развитии и финансовой поддержки, и этого заслуживают библиотеки-участники проекта, ну, соответственно, с долей их участия. Вот какое замечание по резолюции я имею. Я думаю, что здесь требуется пояснение. Я думаю, что вы несколько слишком сложно восприняли ситуацию, вот именно как она сформулирована. Наталья Леонидовна, прокомментируйте, пожалуйста, что мы имели в виду, когда мы говорили это не техническая платформа, это нечто совсем другое. Наталья Леонидовна, это заместитель директора по информатизации Наталья Леонидовна Саврасова, с которой мы обсуждали одно из направлений как раз вот такого взаимодействия сетевого. Пожалуйста. Что имеется в виду вот под этой фразой? Это не то, что сейчас Галина Григорьевна нам прокомментировала. Ну, мы хотели перенять опыт, который нам был вчера представлен. Это опыт Геттингена, да? Да. И, конечно же, учитывая опыт... Наталья Леонидовна, может, вы сюда выйдете, потому что... Наш вчерашний докладчик из Германии представлял, к сожалению, не было возможности показать тот сайт, о котором она говорила. И если зайти на сайт Геттингена, как называется? Нижнесаксонской государственной библиотеки. Нижнесаксонская государственная библиотека, там как раз собраны вот
собраны ссылки на те ресурсы, которые финно-угорские представлены в интернете. Конечно же, опыт, который ФУБР использует, он бесценный, и, естественно, мы будем на него опираться, да, и как раз ваш сайт мы имели в виду, когда предлагали взять его за основу. Можно рассмотреть другие платформы, в принципе. Этот вопрос как раз сегодня выносится на обсуждение, на какой базе, на какой платформе мы будем это делать. И здесь в резолюции как раз есть пункт о ходатайстве перед Министерством культуры РФ о финансовой поддержке. Естественно, на голом энтузиазме никто этими вещами заниматься не будет. Так? Поэтому мы можем как бы совместный какой-то проект сделать по развитию дальнейшему этой деятельности. Да, я вот здесь поясню. Значит, что происходит сегодня на уровне Российской Федерации, на Министерстве культуры? Вы знаете, с этого года Министерство культуры Российской Федерации принимает от субъектов заявки на крупные, значимые в формате федерации мероприятия. Сегодня, к сожалению, вот Национальная библиотека такое крупное мероприятие, и принимает оно раз в год, да, на финансирование. Мы сегодня, например, не можем такое крупное мероприятие предложить, которое бы имело на формате федерации очень большое значение, резонансное. Поэтому вот и предлагается, что у нас есть общность библиотек, с помощью которой мы могли бы, вот тот же ФУБИЦ, с помощью которого мы могли бы представить или подать такую заявку на финансирование. Это ведь будет заявка не на финансирование ФУБИЦа, а на финансирование тех проектов, которые мы туда заявляем. Я вас уверяю, не будет массового финансирования или я думаю, что финансирование деятельности, а будет рассматриваться некий проект. Значит, на 2020 год можно предложить проект вот этот, сетевого взаимодействия, как проект с финансовым обоснованием. Для чего он нужен? И я вас уверяю, что убедительности в том, что этот проект на базе библиотеки Карелии, он должен быть, но это заинтересованность 4, 5, 6, 7 регионов с общей заинтересованностью в проекте. Убедительность этого проекта будет значительно больше, чем просто поданный от библиотеки Карелии, например, или от библиотеки Республики Коми. Вот поэтому мы вам говорим, чтобы каким-то образом влиять или заявлять о нашей творческой состоятельности библиотек, которые имеют некую общую составляющую, как финно-угорскую родственность, да, мы можем, для этого должны сделать некие формальные вещи и потом уже представлять на уровне Российской Федерации наши общие проекты. В 2021 году это может быть другой проект уже, какой-то творческий проект, и уже с другими там 2-3 регионами. Но это покажет время. Мы должны с вами договориться, увидеть вот эти точки роста, увидеть направления. Понимаете? Я еще хочу вам сказать, что вот этот ФУБИЦ, он не имеет никакого финансирования. Это просто инициатива региона. Было предложение от федеральной библиотеки организовать на базе какой-то одной территории финно-угорской, объединиться здесь и как бы транслировать общие проекты, характерные, нужные нам всем нужные. Потому что федерация сегодня рассматривает не опыт, не претензии одного региона, а они, еще раз повторюсь, на формате федерации значимые для межрегиональные или международные проекты, а не деятельность. Поэтому нам, чтобы заявиться туда, понимаете, вот с такими какими-то отдельными проектами, сегодня наш министр готов разговаривать с Министерством культуры Российской Федерации, чтобы хотя бы один проект в год вот на финансирование какого-то такого значимого проекта межрегионального, вот нашего с вами сообщества, возможен был бы в финансировании поставлен. Для этого нужно получить от вас согласие, то есть что мы действительно можем это делать, мы хотим это сделать, и мы готовы при определенных условиях сотрудничать. Вот это, что называется, я вам формулирую условия.
Другого ничего нет. Есть инициатива нашего региона, есть воля нашего министра, который сегодня тратит деньги на дизайн-концепт вот этого помещения, которое будет считаться базовым координационным органом. Он выделяет штатную численность, которая будет работать. То есть кто-то с вами будет работать, один специалист будет работать по сетевому взаимодействию, другой специалист будет работать по другому проекту. То есть планирование будет этого центра проектное. Это не деятельность, это будут осуществляться некие проекты совместные. В год может быть несколько проектов. И не обязательно для всех одинаковые. Я повторюсь, с какими-то 2-3 регионами один проект. Вот с Карелией это будет их точка координации, и мы туда будем включаться просто. Но наша инициатива подавать от всех нас общий проект, заинтересованность нашу проявлять. Вот таким образом пока видится эта концепция. Я вам хочу сказать, что заместитель председателя правительства Республики Коми Наталья Алексеевна Михальченко, наш министр, возили эту концепцию в Москву. Они обсуждали ее в библиотеке иностранной литературы, обсуждали ее в библиотеке государственной, в Российской государственной библиотеке с Дудой Валерием Владимировичем, который предложил, как бы родил эту идею, да? И там концепция воспринята положительно, что это действительно интересно, что это проекты, которые, если это будут значимые проекты, и кому-то они нужны, и если они нужны нескольким регионам, то это может иметь место как реальность, возможная реальность для воплощения, для реализации. Вот это некое такое предложение, такую точку устойчивости получить нашим регионам вместе, то есть заявлять на уровне федерации о нашей, как бы, нашем интересе. Да, Марина Викторовна, да, директор библиотеки да. Карелия. Национальная библиотека Республики Карелия, директор Никишина Марина Викторовна. Ольга Рудольфовна, Татьяна Анатольевна, огромное спасибо за заботу о финно-угорском мире. Действительно радует, когда есть неуспокоенные люди. Давайте вопросы на понимание. Проект – это соучастие нескольких библиотек. В красоте что стоит на полках? И что будет стоять в Национальной библиотеке Республики Карелия, когда я буду участником этого проекта? У меня будут такие полки и вот эти книги, которые должны представлять финно-угорский мир, в том числе и изданные в Республике Карелия, и в том числе и на карельском языке или о карельской действительности. Нет, если вы планируете делать модульный зал, а в других библиотеках? То же самое. Если вы планируете за свои деньги. Это все планируется за наши деньги. Мы объединяемся с вами, просим, вы извините, я библиотекарь 5 лет. До того я финансист и экономист, причем управленец. Так. Поэтому мне все остальное очень сложно. Вот Галина Григорьевна может технически, библиотекари лирически, я как хозяйственник, просто вопрос на понимание. Я за свои деньги, а ваш центр за федеральные? Почему за федеральные? А тогда за чьи? Да, это, понимаете, это проектно-сметная документация капитального ремонта нашей библиотеки. Не поймите меня превратно, у меня вопросы на понимание. Больше как бы ничего. На сегодняшний день в Национальной библиотеке Республики Карелия все представлено на наших платформах, наших интернет-проектах. У нас все есть. Заходите на сайт, смотрите. Хотите участвовать в нашем мероприятии, подключайтесь к нашей ВКСке, смотрите наши мероприятия на карельском языке, на русском, на украинском, я не знаю, на татарском. У нас все диаспоры, которые существуют в Республике Карелия, многонациональной, они все присутствуют на нашей площадке в Национальной библиотеке. Смотрите все, что вам интересно. Абсолютно бесплатно. Без каких-то затрат. Мы готовы, мы открыты. И я думаю, любой коллега здесь. Но если мы в чем-то участвуем, мы уже привыкли, что мы делаем это и с финансовым ресурсом в том числе. Мы тратим свои трудовые, мы тратим свои мозговые, мы тратим свои креативные. Но мы привыкли, что нам за это платят. И библиотеки нуждаются в этом, потому что на сегодня мы находимся в таком состоянии, когда нам надо думать о комплектовании, о текущих крышах и о всем другом. Еще раз большое спасибо. Мы готовы участвовать во всем. Но хочу такую же картинку, хотя бы половинку. Марина Викторовна, тогда нам надо переехать в Национальную библиотеку Республики Коми, потому что это делается за деньги Республики Коми.
Переезжайте, пожалуйста, и у вас будет такая картинка. Это проектная сметная документация, о которой мы говорили. Мы осенью этого года встаем на капитальную реконструкцию. И вот этот зал будет после капитального ремонта к 100-летию республики, он будет модульным. То есть, и там денег федеральных не предусмотрено. Я еще раз вам говорю, что мы ничего от федерации не получаем, никаких обещаний мы не получали. Это мы просто предлагаем вам заявляться от сообщества на реализацию какого-то проекта. Не на деятельность центра. Нам на деятельность центра никто не дает. Мы действуем в рамках госзадания Национальной библиотеки. Если проект у нас будет, он будет... Если проект мы на грант президента будем подавать с вашего желания, пожалуйста, деньги будут получаться. Но нам никто на деятельность не дает и не даст. Сегодня Министерство культуры Российской Федерации финансирует проекты творческие. Это к сведению всех экономистов. Если у нас будет созреть проект общий, со всеми общими заинтересованностями, и там будет прописана смета расходов, которую будет определять этот проект на реализацию, конечно, вот можно будет ожидать как бы вот конкурсное решение комиссии. Сейчас никто нам денег не дает, мы не делим деньги. Ну, а к вопросу подключиться, так для этого нужно скоординироваться, нам надо понимать и знать, когда и какие события у вас происходят, и готово, если техническая возможность у вас, для того, чтобы подключиться, вот и все. Некая минимальная скоординированность действий. Нет, так... ага. Но я опять говорю о скоординированности, да. В любой момент такие вещи не происходят. Да, организация проходит. Да. Мы, простите, да? Сейчас прошу, и на сайте ФУБР, и в группе ВКонтакте мы узнаем о событиях постфактумом, да, и мы уже не можем никуда подключиться. Вот и в чем суть, да? У каждой библиотеки есть анонсы, у каждой из вас есть программа, у каждой из вас есть календарь событий. Мы не об этом сейчас говорим, мы говорим о том, давайте раз какие-то мероприятия отдельные сделаем календарем для всех нас общим. Не смотреть как пользователь, а участники мероприятия. Понимаете, это проект, и к нему надо готовиться. Потому что это не мы только библиотекари должны смотреть, должны потребители, должны знать, что там будет происходить, кто будет участником, о чем пойдет речь, что он может там сказать. Не мы с вами, не библиотекари, а участники наших мероприятий. Еще раз повторю, информация везде есть. Мы вам предлагаем сделать конкретные мероприятия свои, то есть быть источником той информации, которую потом можно вывесить на канал «Культура». События, организовывать свои события финно-угорского мира, которые бы явились источником информации на канал «Культура». Не смотреть там, что там происходит, а нам делать мероприятия и заявлять как бы о нашем интересе финно-угорском. Вот предлагается такой формат. Да. Я прошу прощения, у нас Наталья Леонидовна, вы что-то хотели же сказать? Сейчас. Да, простите, да. Если говорить о сайте ФУБР, ну вот только что прозвучала дата 2004 год. У нас на дворе 2019. Вам не кажется, что его не мешало бы ребрендинг сделать? Ну, он адаптивный. Все, что хотите. Ваши предложения, ваши анонсы, ваши инициативы. У вас есть возможность удаленного доступа размещать все материалы к тем библиотекам, которые находятся на других финно-угорских территориях, и спрашивать, что мы хотим сделать вместе. Для этого не надо собирать всех цифры, а просто включить компьютер и ваши приложения изложить. Вам трибуна предоставлена в киберпространстве. Не надо мне микрофон, почему вы едете
о том, чтобы вот этот наш общий портал, мы все участники, нес информацию ценную, интересную для читателей, для финно-угорской территории, для финнов, потому что там, представляете, новый финский вариант. Это очень дорогая работа. Для всех библиотекарей, которые участвуют в этом проекте, кто вам мешает воспользоваться этой трибуной в интернете? Ну, так мы же и пользуемся этой трибуной. Плохо пользуетесь, понимаете? Есть еще другие мнения? Добрый день, меня зовут Катя Раудалайнен, и я здесь
Сидит в зале. Да, Ирма, может быть, у Ирмы есть что-то сказать? Тоже вот раз Эстония выразила свое отношение, что вы скажете? Maybe I speak in English. Да, я переведу. Don't mind. This was very important statement from the Estonian colleague, and I think in Finland the situation is very much the same. The Research Institute for the National Languages in Finland was that kind of Finno-Ugric center, but they have skipped this function until now. Это было очень важное утверждение от нашей коллеги из Эстонии. Да, действительно, такой центр необходим, какой-то единый центр. Например, в Финляндии роль объединяющего центра играл исследовательский центр языков. Сейчас он более не занимается этой проблемой. They had a Finno-Ugrian collection, big collection, but they donated it to another library which don't have resources to develop this collection and to gather new publications to it. And it's very demanding to be aware what is published, in what languages, in what cities, what who are the publishers, and to get contact to them, and especially to get the books from Russia to Finland. It's really a hard task to take care of, and we don't have resources for that. I know that the researchers are contacting and gathering the materials themselves, but I think that's not the ideal situation. Исследовательский институт языков Финляндии обладал коллекцией финно-угорской литературы, но они подарили эту коллекцию другой организации, и теперь очень сложно поддерживать ее в актуальном состоянии. Я понимаю, что у нас в Финляндии недостаточно ресурсов для того, чтобы знать и приобретать литературу, которая публикуется. Мы не знаем издателей, мы не знаем, что публикуется, на каких языках. И финансово этот вопрос в Финляндии не решен. And from that point of view, it would be very good to have one point of access, one, let's say, portal or whatever you could call it, where you could find the research and also publications in Finno-Ugrian languages. So we do not, so it's not so important to gather everything to Finland, but to get information what kind of books or journals are published, and then, for example, by interlibrary loan, get copies of important and interesting publications. So for our point of view, this portal or some kind of search system which combines all these areas would be very, very useful. Спасибо, Ирма. Главная мысль состоит в том, что необходим какой-то портал, единый ресурс, который будет аккумулировать как научные публикации, так и другие публикации на финно-угорских языках. Мы будем знать о книгах, журналах, периодике, которая выходит на финно-угорских языках. И потом путем межбиблиотечного абонемента, международного межбиблиотечного абонемента мы могли бы иметь доступ к этим публикациям. То есть единый портал необходим. Спасибо. Кто-то хочет из финно-угорских? Да. Можно такой утопический вопрос? Я как представитель такой университетской жизни, у меня вопрос как раз к библиотекам, к разным библиотекам. Вот, скажем, как вообще возможно было бы, мне кажется, исследователям, не читателям вообще, а исследователям, например,
было бы очень важно, но я не знаю, как это возможно, включить вот в эту какую-то сеть, если она будет, да, такая единая, и это вопрос тоже к коллегам из Карелии. Есть, например, университетские библиотеки, да, которые не являются частью никакого, ну, никакой сети, да, вот этой, вот, предположим, там, не знаю, у нас 15 тысяч книг финно-угорских на кафедре. Ну, это огромный, да, ресурс, и венгерских книг, например, очень много, у нас огромный венгерский кабинет, у нас больше, чем в библиотеке, чем в публичке. Да, на языках. Как вот это можно было бы подключить? Потому что и даже не во всех библиотеках, насколько я понимаю, университетских, например, такого рода есть электронные каталоги. У нас, скажем, есть, но он, естественно, закрытый, да, он не открытый. Вот этот вопрос, да, как вот это бы подключить? Галина Григорьевна, 1 минутка, мы закончили время, потому что нам надо выходить на чай уже, да? 1 минуточку, ага. Угу. Хорошо. Кто-то сможет еще сказать, Удмуртия, Мариэл у нас присутствуют гости, пожалуйста. Ага. Представьтесь только. Угу. Национальная библиотека Республики, Удмуртской Республики, зав. Краеведческим отделом. Сегодня я не технарь, я не хозяйственник. Для меня пока понятен только один пункт. Межкультурно-творческое сотрудничество по продвижению литературы финно-угорских народов. Да. То, что вы сегодня нам говорили, да. говорили. Пример. И то, что говорили во вчерашних докладах. Для меня было непонятна единая точка доступа. Хорошо, объяснили, что это ссылочка. Через ссылки, да. Может быть, нам это даст виртуальных пользователей, увеличение количества. Опять же, госзадание. Есть пункт, различные направления. Первое – это обучение и сетевое взаимодействие по созданию новых информационных ресурсов и современных сервисов. Вот это для меня тоже непонятно. Обучение. Сегодня в моей практике предлагает молодежка московская для повышения квалификации курсы вебинаров за 3500. В каком виде вот этот пункт будет реализовываться? В каком виде и что это такое? Новые финно-угорские информационные ресурсы и современные сервисы. Кто и как, и сколько, то есть вот механизм реализации, что это такое и как реализуется. Ну, видите, мы определили сейчас вам просто... Основные направления. Направления. А вот вы сейчас говорите механизм реализации. Вот когда будет проект, тогда там будет написано. Я просто пример приведу. Совершенно правильно вы задали вопрос, и я понимаю, о чем речь. Вот как пример обучения, что имелось в виду? Например, реализуется какой-то проект. Вот мы затеяли с вами проект по модельным библиотекам. Мы с вами понимаем, что практически несколько месяцев надо, чтобы обучить специально людей, которые причастны к реализации этого проекта на обучение. Вот у нас сейчас есть президентский грант «Легион умников». Практически там 30% гранта у нас уходит на то, чтобы людей, которые будут реализовывать этот проект, обучать. Там разные форматы. Там не надо в Сыктывкар приезжать. Но деньги предусмотрены на это как раз, вот те деньги, которые для определенной компетенции определенных людей. Это грант предусматривает. И поездки тоже предусматривает. Не все мы сможем получить, сертификат получили, но надо группе людей собраться, чтобы обсудить, как реализовать. То есть вот это тоже обучающий семинар совместный. Вот то есть если будут проекты, конечно, будут совместные обучения, потому что мы должны делать все с вами одинаково, реализовывать общий проект. Вот это имеется в виду обучение людей. Можно, конечно, заменить словом проект по повышению компетенций для реализации конкретных проектов. Можно вот так написать, например. Имеется в виду обучение по каких-то реализации каких-то проектов. Именно только это имелось в виду. Скажите, Мариэл еще есть у нас. Есть у вас что-то сказать? Нет? Дело в том, что мы исчерпали... Есть, очень коротко тогда, потому что 1 минутка осталась. Мы должны уйти на чай сейчас, потому что в 11 часов у нас же Норвегия уже ждет мероприятие. Пожалуйста. Будете говорить? Нет, не будете, да? Ну хорошо. Мы вам ничего сейчас от вас не ожидаем. Мы резолюцию вам предложили. Все ваши вопросы, предложения, мнения, отношения ваши мы просим просто выразить и выслать нам наш адрес до конца марта.
Что вы порешаете по этому вопросу? Будет, и мы готовы к сотрудничеству с теми регионами, которые скажут, да, мы можем какие-то обсуждать с вами интересные проекты. Для этого, пожалуйста, предлагайте. И поэтому я думаю, что вот мы уже с кем-то сотрудничать уже можем начинать в этом году, не ожидая там, скажем, когда у нас созреет конкретный проект на заявку на финансирование. И как раз обсуждать, какую заявку мы могли бы сделать на 2020 год. Сейчас мы уходим с вами на чай, он накрыт. Пожалуйста, в 11 часов мы всех вас ждем на международную встречу с Норвегией. Спасибо всем. Ну, Побудоражить. А что, давайте еще с Норвегией, да. Еще же нет. На почте Всё сейчас хорошо. перепроверим. Спасибо. Привет. То есть Катя сразу сказала, что она хотела бы поддержать этот центр. А чего вы кипишуетесь? Время-то же... Я ведь не про 11 часов говорю, я ведь про то, что мы с ней договорились без 15 подключаться. Вы знаете, что она говорила без микрофона, и ее не будет в трансляции. Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос? Как нам сидеть? Да. Я не знаю, Ксения, умеет она показывать свой рабочий стол или нет. Не знаю. Понятно. Давайте мы дождемся этого времени. Да, вот, да. Слушайте, меня интересует, знаете, какой вопрос? Как надо сидеть в тот момент, когда она еще будет на связи? Я могу тут сидеть, понимаете, или как? Где... Нет, ну, она вот говорит, да, Ольга переводит, окей, я тут не нужна, да, вот идет ее спич, да, потом у нас есть, допустим, вопросы уже, которые мы ей зададим. Если она их не озвучит, если она не озвучит ответы на эти вопросы, то тогда после ее спича пойдут вопросы, да. То есть есть два варианта. Один вариант, мы Ольге даем эти вопросы, и она с ней, я так понимаю, потому что она ее видит, да, будет видеть. Вот, но после того, как закончатся вопросы, либо мы сразу и тогда говорим, что все, окей, ну, она тогда отключается, да, и я могу выступать там, где я стою. Да, то есть вот все, пока я проговорила, я хоть, а то я думаю, где как группироваться-то, вокруг кого, чего. Благодарю. Благодарю, что вы поддержали меня. Сейчас отправлю сразу. Ой, ну вообще. Нет, почему наоборот хорошие. Свеженькие такие. Все хорошо, все так и должно было быть. Я не хочу зависеть, что за вызовки вообще? Пожалуйста, пробуйте. Пожалуйста, еле-еле разместили эти сказки на ночь, мурыжили. И что я туда буду на портал выставлять ресурсы, на которых нет? Вам просто декларируют, что ниша занята. Они так думают. Да. Сейчас. Что вы, как все везде, ничего не делаете? Вы занимаете Это не нишу, мы ничего не делаете, да? Но мы сидим, закрыли нишу. Много саров, ничего с этим делать. У меня лысину видно. Еще крути, еще пониже. Да, видишь, только это самое, что направо подними чуть-чуть. Я пришла, вроде все нормально. А, нет, подожди, вдруг не видят своих не. Вот, еще поверни туда, в ту сторону. Но он не даст. Все нормально. Ну, во всяком случае, слабую сторону было позначено. Видишь, да, видишь. Хотя не нормально. Теперь пониже чуть-чуть. А, там упирается. Ну-ка, сядь я сам. Ну вот она вот микрофон говорит. Что Артемюк говорил. Нет, вот на нижнюю сейчас мы сделаем. Никитос, вот сюда, да. Нет, не надо. Обратно.
О, смотри, тут, кстати, лучше картинка. Смотрите. Да. И тут и зал видно, и... Нет, вот это оставить. Вот это оставить. Вот это центр славянский. И она время есть да, он реально у вас это люди как бы одни и те же, которые к вам ходят. Почему? Это все смотрят. Они кто не ходят. Но это же вы тоже все считаете. Все давайте вообще. Слушайте, я уже боюсь сейчас второй доклад озвучивать. Я сейчас, да потому что это обучение на протяжении всей жизни. Вот и все, я понимаю. Но мы про наш опыт. Мы же про наш опыт. У нас есть 2 минуты. Все решили, что мы забрали все.
Что значит это? Подождите, что значит кричать? Это какой-то, или как министр, какой-то стоит сказать, что очень жестко. То есть, что вы читаете? Это с выездом. Совсем. Просто с президентской за один день не договориться. Они тяжелые, они думать будут месяц. Ну, здесь сидела в зале, она даже что-то говорила. Если ты просто тут позвони. Анька, посмотри по скайпу, она есть? Она не онлайн, да? Нет. У нас ведь пишет вместе письмо. Сейчас я написала. Да, то, что вы пришли в ссылку. Слушай, а что тут, пожалуйста? Ты письмо я писала какое? Нет, ты ей же писал с логином, паролем в прошлый раз. Логин, пароль. Ну и логин, пароль, ты хотя бы сам как сказал? Логин, пароль, помнишь? Ей надо же прямо сейчас.
что-то там. Наведи на него, посмотри. Еще раз нажми. Вот этот. Давай старательно нажми. Входящих посмотри. Да, вот это есть. Вот это. Александр, вот это посмотри. Татьяна Марцинова, сама Татьяна. Ой, девочка, спасибо, я с вами. Не оставляйте меня. Большой вот этот, ну, в смысле, открытый весь экран. Ну, что, есть? Ну, а где? Нет, она должна прийти, вы решите, не пришли.
Уважаемые гости, минуточку внимания. Гости из регионов. Были сегодня уже с утра вопросы, как будет организовано отправление. Да? В основном это будут трансферты от гостиницы. Я сейчас внизу на стойке информации у нас оставлю список всех коллег. Да? Вы можете подойти, там будет написано, во сколько у вас назначен трансфер из гостиницы. Вы потом в любом случае можете подойти еще в гостиницу на ресепшн и уточнить. Но еще я очень вас попрошу уточнить, что точно именно этим поездом, этим самолетом вы вылетаете, потому что встречаются ошибки. Да, уважаемые коллеги? Так, и еще сегодня к тем, кто уже в 6 часов не попадает на концерт Асья-К, в 6 часов у нас вечером после краеведческой лаборатории будет 17:30 от библиотеки, нет, 18:00. В общем, вечером после окончания краеведческой лаборатории будет отходить автобус к театру драмы на концерт Асья-К. Он довезет всех до театра драмы. Там те, кто остается на концерт, выйдут. Все, кому нужно в гостиницу Сыктывкар, в этом автобусе остаются, и автобус довозит вас до гостиницы Сыктывкар. Кто сегодня вечером улетает. Но перед этим я очень вас всех прошу уточнить время вашего вылета. У нас на стойке внизу информации. Спасибо. И я сейчас еще очень прошу подойти ко мне Маргариту Самоиловну из Вологды. Да вы что? А что вы позвали-то? Нет уже он. Автоматизаторы сказали, что не зовите, пока мы подключение не сделаем. Мы сейчас всех собрали, а включения нет. Мы будем посидим. Автоматизаторы думают, что Татьяна Александровна пошла звонить. А вы звоните от...
Мы просим прощения за такую паузу. Поясню ситуацию. От ТАГа достаточно специалист, она как организатор замечательный и осуществляет в Норвегии, конечно, очень мощный проект. Наша специалист Татьяна Александровна ездила к ней на практикум, проработала там 10 дней с ней, побывала в провинциях, пробывала в этих небольших населенных поселениях и рассказывала вообще свои впечатления. Именно об этом от ТАГа должна нам рассказать. Но у ТАГа нет специально работников в офисе в своем, которые бы занимались автоматизацией. Она сама включает кнопки, выходит на связь. Вот мы с ней репетировали дважды, и у нас были проблемы. Вот сейчас проблема такая в том, что она не может выйти на связь. Поэтому наши автоматизаторы пытаются установить с ней контакт. Давайте еще будем терпеливыми, еще подождем. Я предлагаю заполнить паузу тем, что чтобы вы представились хотя бы, да, кто откуда приехал, потому что вот в Удмуртии мы замечательно сейчас, я теперь могу идентифицировать вашу личность, замечательную, ваш портретик, да, с моим опытом представления о библиотеке, с моими традициями взаимодействия с библиотекой. Может, каждый из вас встанет и скажет, кто вы, откуда, мы порадуемся за вас. Давайте начнем с этого крыла. Кто у нас? Да, Тюмень, да? Тюмень, областная библиотека. Да. Вот, видите, к нам... Адамович Ольга Борисовна, Тюмень, областная научная библиотека, директор. Вот, о библиотеке Тюмени мы столько всегда слышим, столько интересного. Один из последних замечательных примеров, что у вас региональный филиал президентской библиотеки, да, организован. Да, это вот единственный пример, как юрлицо, как единица, да, филиал президентской библиотеки, это в Тюмени. У нас в России больше. Да, он филиал, но не имеет статуса юридического лица, Не потому имеет. что он входит в состав, и это зарегистрировано в уставе президентской библиотеки, как филиал, да, в Тюменской области. Замечательно, спасибо. Кто еще, коллеги? Ну, Марина Васильевна, замечательная библиотека, ну скажите, вроде Белинка. Екатеринбург, Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского. Я заместитель директора Коптяева Марина Васильевна. Спасибо. Коми Пермяцкий у нас, пожалуйста, представьтесь. Зав. Отделом Коми-Пермяцкой национальной библиотеки имени Михаила Павловича Лихачева, зав. Кровеческим отделом. Спасибо, очень надеемся, что вы постоянными участниками будете наших мероприятий, а мы тоже постараемся к вам как-нибудь выехать. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вашу коллегу представьте. Та же самая библиотека, только я работаю в детской. Коми-Пермяцкая детская библиотека, заместитель директора по работе с детьми. Спасибо. Кто еще хочет представиться? Коллеги, вот микрофон, Ирочка, Коллеги, Ира активней. Да. Вот, коллега. Эртина Ирина Алексеевна, Республика Тыва, Национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина, директор. Спасибо, очень рады. Вот такие залетные птички к нам. Тюмень, Тыва. Замечательно, очень рады вас видеть. Еще коллеги. Национальная библиотека имени Сергея Григорьевича Чувайна, Республика Мариэл, директор Щеглова Ирина Витальевна. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вы приехали. Здравствуйте, коллеги. Екатерина Лигус, главный библиотекарь научно-методического отдела Новгородской областной универсальной научной библиотеки. Это та, которая Великий Новгород, а не Нижний. Замечательная библиотека с богатыми традициями. Директору от нас пламенный привет. Мы каждый наш форум встречаемся, общаемся и созваниваемся. Еще кто? Ага. Улипетова Ирина Анатольевна, ведущий методист Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. Спасибо, тоже впервые у нас в гостях. Спасибо. Добрый день, Архангельская область. Мы представлены несколькими районами. Да. Устьянский район, центральная библиотека, Котласский, город Котлас, тоже центральная библиотека, Вельский район. Три района мы представляем. Спасибо, у вас целый десант. И Архангельск, да. В общем, Архангельск и Архангельская область представлена целым творческим десантом. Вот мы, библиотеками, да, мы очень надеемся, что вот лаборатория, которая будет сегодня открыта, она будет для вас
том числе. Мы очень хотим слышать ваш опыт и обсуждать наши совместные проекты. Мгм. Очень рада вас видеть. Еще? Коллеги, кто-нибудь еще? Добрый день. Мурманская областная научная библиотека. Директор Светлана Баскакова. Я впервые у вас на форуме. Да. И наш специалист, заведующий отделом краеведения. Елена Михайлова. Спасибо. Ну, с Мурманской библиотекой нас тоже связывают очень, очень теплые, дружеские отношения. И очень хочется, чтобы все это продолжалось у нас с вами, да, наши теплые встречи, наши проекты, наши обмены опытом. Очень рады, что вы приехали. Мы знаем ваших специалистов. У вас замечательные специалисты в отделе краеведения. И у вас тоже, и у вас тоже, да, лаверды. Мы с Мурманском очень всегда дружили, я думаю, что все у нас будет продолжаться. Вот как раз у вас прошла смена кадров в руководстве, я вижу, да? Угу. Очень рады. Добрый день. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, заместитель директора по библиотечной работе Андроненко Оксана Владимировна. Потрясена вашим городом, воздухом. Все чудесно, великолепно. Спасибо. Спасибо. Вот тоже залетные птички, да, Красноярский край к нам прибыл. Замечательно. Спасибо, что приехали. Кто есть еще из гостей? У вас тут есть молодой мужчина. человек, Саха-Якутия, да, пожалуйста. Добрый день. Зовут меня Василий Борисов. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия, заместитель директора. Да, очень благодарен за приглашение. Правда, сижу я не совсем довольный собой, что Да с докладом я не заявился. Да? А так мог бы было столько сказать всего, правда? Ну, есть нам что сказать, Вот. конечно. В следующий раз, наверное. Спасибо большое. Да замечательно вообще. Так Спасибо. рада вот вообще вашему оптимизму. Давайте дружить вообще. Дальше. Продолжать дружить. Есть еще коллеги, которые хотят представиться? Нет. Что наши автоматизаторы говорят по подключению? Что-то у нее не получается подключиться, она же бы сделать рокировку и начать с моего доклада. Терять время. Хорошо, есть предложение. Дело в том, что мы планировали таким образом построить скайп-встречу. Вначале рассказывает о своем проекте, а потом резюмирует Татьяна Александровна. Потому что, вот Марценюк, потому что до того, как определить, что в Норвегии этот опыт действительно уникальный для нас, и что он замечательно может накладываться на нашу практику, для этого Татьяна Александровна помониторила, а что вообще у нас в республике есть, и вообще наш опыт какой, почему это может быть, этот проект может быть совместим. Норвежский опыт и наша практика. Давайте послушаем Татьяну Александровну. Если будет включение, мы просто прервемся. Хорошо, вы согласны? Чтобы не терять время. Татьяна Александровна, Марценюк. У меня сегодня функция будоражить головы и мозги. Я думаю, что второе выступление будет примерно из той же серии, как вы говорите, но с другим содержанием. Знаете, вот вчера Ольга Рудольфовна стала говорить об истории модельных библиотек, да. И я действительно не могу не начать свое сообщение с предыстории или истории этого вопроса, как вообще в наши головы попал этот проект. И я бы даже сказала, что это вот пока это не проект, это направление деятельности библиотеки, которое может быть направлением деятельности любой библиотеки. И по мере того, как я буду говорить об этом направлении, вы будете узнавать это в своей деятельности, говорить. Мы все это уже делаем, поверьте. История вопроса была такая же. Это юбилейная конференция нашей библиотеки в 2017 году. И наш партнер из управления культуры губернии Тромсе от ТАГа говорила о проекте обучения на протяжении всей жизни и роли библиотек. Мы тогда как-то, мне кажется, не очень сильно прониклись этим содержанием. У нас у всех осталась в головах информация о том, что у студентов-заочников есть ключи от публичных библиотек. Вот, Татьяна не даст соврать. И наши коллеги, мы когда собирались и работали над этой темой, то тоже все помнят про эти ключи и круглосуточный доступ к публичным библиотекам. Ну, в общем, с этим мы и остались, да, что где-то там в Норвегии, в каких-то удаленных местах, значит, студент может 24/7, значит, быть в библиотеке. Через какое-то время от руководителя проекта мне поступило предложение поучаствовать в стажировке у них для того, чтобы познакомиться с этим проектом.
И я хочу сказать, что это проект, который... Это проект-умонастроение. Знаете, это умонастроение Норвегии сделать все самое возможное и невозможное для человека, неважно, где он проживает. Как говорит сама организатор и лидер этого проекта, это амбициозный проект, и я не могу с этим не согласиться, потому что ее задача поднять все публичные библиотеки губернии на один высокий уровень качества предоставляемых услуг, в том числе студентам-заочникам, студентам дистанционного обучения. То есть они ставят себе задачу, чтобы любой студент дистанционного обучения, он является студентом Арктического университета Норвегии непосредственно в Тромсе, да, независимо от того, где он проживает, он имеет ровно такой же доступ к ресурсам, как бы он имел его в университете. Ну, вы понимаете, хотя, может быть, это неправильная апелляция к вам, да, то есть Норвегия, особенно северные территории, это такая же удаленность, как у нас в северных территориях. Это небольшие населенные пункты, комьюнити, где могут проживать 4000 человек, 7000 человек, 11 тысяч человек, да. Но жизнь в этих населенных пунктах, она действительно ничем не отличается. И студент, который там проживает, мне всегда говорили, а студент – это взрослый человек, потому что специфика Норвегии в том, что они могут начать свое высшее образование уже с возрастом. Ага, отлично. Тогда мы услышим о развитии проекта непосредственно из уст руководителя проекта, да, а потом уже продолжим, потому что проект развивается, и то, что было во время стажировки, уже изменилось. Dear Odd, can you hear us? Okay, yeah. Hello. Hello. See you. Oh, you can see me. Yes, we don't see your. We're trying to. We just see your icon on the screen. Yeah, but that's the whole picture. Anyway, we shall run the presentation on the screen. Okay. Да, мы сейчас включим презентацию. Она озвучит свою презентацию. We have to switch a little, but I'm on Skype. Мы подключились по скайпу. Da lägger man på och så ringer jag på igen. Ja. Can you see your presentation now? Där kommer det. Så, kommer nu. Ah, hello. It's very nice. Who is the young man next to you? Oh, it's a very handsome guy from Harstad. He works at the Harstad Public Library. Меня зовут Кристофер. Еще одна публичная библиотека Норвегии вот представлена здесь. Yes, very nice, beautiful office. Yes, it is. Thank you. Спасибо. Спасибо большое. I'm sorry that I was not able to connect through Hangouts. Я прошу прощения, не могла подключиться, у нас все время выбивало из сети. So it took some time before I chose Skype. Но зато у меня было время подготовиться. Okay. What do you want me to do? Shall I start talking? Yes, please. Good morning, everybody. Доброе утро всем. And I think there's a guest from Arkhangelsk, Елена. Есть ли здесь гость из Архангельска, Елена? Is she there? Yes, she's here. She's waving Hello, to you. Елена. She's I'm waving sorry hello. that I'm not in Komi. Жаль, что я вас не вижу и что я не в коме сейчас. Okay, I'm going to talk about libraries and the lifelong learning. Я расскажу вам о библиотеках в концепции образования на протяжении всей жизни. And but most about our project, which has lasted for 9 months. В частности, о нашем проекте, который длится уже 9 месяцев.
And the name of the project is something like that, this in English, Public Libraries as a Base for Information and Learning. И название проекта на английском звучит примерно так. Публичные библиотеки как основа информатизации и обучения. And I suppose you have got my presentation. И у вас есть моя презентация на экране. The public libraries, the first slide says public libraries as a base for knowledge. Первый слайд – публичные библиотеки как основа знания. According to the Norwegian Library Act, libraries are obliged to give good service to the public. Согласно Норвежскому библиотечному акту, библиотеки обязаны предоставлять услуги высокого качества населению. Good lending service. Это качественные услуги по абонементу. Good arrangements. Хорошие условия. Good knowledge about databases and other digital resources. Качественные знания о базах данных и других цифровых ресурсах. Give support to long-distance students. Предоставлять поддержку студентам-заочникам. Give information and support to people asking for help to find information. Предоставлять информацию, поддержку населению, людям, которые требуют помощи при поиске информации. This is some of the tasks that the public library have to work with. Это некоторые задачи, с которыми приходится работать публичным библиотекам, но не все. But as I've told you before, we have very many small public libraries in our county. Как я говорила вам, у нас есть очень много публичных библиотек, маленьких в Норвегии и в Тромсе. Troms County, yes. And we have to, therefore we started this new project in order to try to make a new organization, how to serve the public with the information and knowledge. И в губернии Тромсе мы запустили новый проект для того, чтобы реорганизовать библиотечную систему и предоставлять знания, доступ к знаниям повсюду. And then we are on the second slide. There are 24 public libraries in the county of Troms. В губернии Тромс 24 публичных библиотеки. And in 9 or 10 libraries, librarians work part-time, which means they have less than 100% full-time job. Most of them have only 50% job. Причем в 9-10 библиотеках библиотекари работают лишь на неполный рабочий день. Это значит, они не получают 100% заработную плату. В основном они заняты 50% времени, то есть на полставки. This means that these libraries cannot give the kind of service the Norwegian Library Act demands. Это означает, эти библиотеки не могут предоставить услуги такого качества, как требует норвежский акт по библиотекам. If we reorganize the service, will the service to the public improve? Если мы реорганизуем нашу службу, наши услуги, улучшится ли качество услуг? And then I'm on slide 3. I had made a question. When do we start reorganizing? Я задаю вопрос. Когда мы начинаем реорганизацию? We thought that we should start reorganizing in the first year of the project. Мы посчитали, что нам необходимо провести реорганизацию библиотечной системы в первый год проекта. But after our first great course, our first course, we saw that we had to postpone the reorganizing because we have to give supplementary training to the librarians. Но как мы стали продвигаться в проекте, мы обнаружили, что библиотекарям не хватает профессиональных знаний, умений, и им необходимо обучение. And the reason why is that in the small libraries, people haven't got enough time to search in databases. They get
difficult questions from the users only now and then, so they don't get enough time to practice searching in databases. Дело в том, что в то небольшое время, которое они находятся в библиотеке, к ним не часто поступают сложные запросы по поиску в базах данных. Поэтому у них просто нет практики работы со сложными запросами. And during these courses we have seen that very many, or some of the librarians need quite a lot of practice in order to know the databases. И первые наши курсы обучающие были направлены на то, чтобы предоставить библиотекарям возможность получить вот эту практику поиска в базах данных. And how to make a reference interview. Как как провести библиографическое интервью, то есть уточнить запрос. You get out of practice if you only make a reference interview 3 times a year. Естественно, вам не хватает опыта, если вы проводите такое библиографическое интервью лишь 3 раза в год. And we have to make sure that the librarians in the small libraries get better knowledge of our digital resources and how to use them. Кроме того, нам нужно было убедиться, что библиотекари в маленьких публичных библиотеках в губернии Тромса получат больше знаний о наших цифровых ресурсах и о том, как ими надо пользоваться. We have in the small libraries, all the libraries have access to newspaper archives and a large resource with periodicals and also what we call press reader. But you have to use them in order to get to know what's in it, and that we emphasize during our courses. Кроме того, во всех библиотеках есть доступ к архивам периодики, но при этом они должны знать, что находится в этих архивах, как оттуда достать информацию, и на наших курсах мы тоже этому обучали. Because we think that these resources are a part of the collection, the library collection. The digital resources are now a part of the library collection. Мы хотели, чтобы библиотекари поняли, осознали, что мы рассматриваем цифровые ресурсы как часть их коллекции, часть их книжной коллекции. And the librarians need time to get to know these. On the next slide, which number is it? 4. Sorry. We see that more training than we expected are needed. Вывод, который мы сделали, необходимо больше обучения, чем мы ожидали первоначально. So, survey after each workshop and library meeting, we have got the answers. What do you need to these questions? What do you need to know? What training do you need? На каждом семинаре мы задавали библиотекарям вопрос: что вы хотите, чему вы хотите научиться, каких навыков вам не хватает. And the answers tell us that librarians need and want more time to work with search in databases. И главный ответ, который мы чаще всего получали, это: мы хотим научиться работать с базами цифровых ресурсов. And librarians want to work together with other librarians to get to know the sources. А второй ответ – это: мы хотим работать с другими библиотекарями и получать доступ к ресурсам других библиотек. And discussions on the results of search seem to be very important and of great benefit for each librarian. Таким образом, мы получили некий срез, опрос мнения библиотекарей, и это помогло нам дальше планировать нашу структуру семинаров. And then I have made a kind of model on the next slide. Я сделала вот такую модель, что-то вроде модели нашей библиотечной системы. And to the left, I have tried to make to show you different kinds of libraries. Some are, you see the different colors.
Вы видите фигурки разных размеров, разных цветов. Так я представляю вам различия между библиотеками. Все они очень-очень разные. Some are touching each other, they communicate, others are all alone. Некоторые напрямую связаны с основными главными библиотеками губернии, некоторые работают в одиночку. But we want to organize the work in such a way that a few libraries, some of the larger libraries, can do these difficult tasks for the rest of the region. И мы решили библиотечную систему построить таким образом, чтобы центральные библиотеки, главные библиотеки губернии делали основную сложную работу, техническую работу, и потом уже предоставляли продукты маленьким библиотекам. So 3 or 4 libraries do certain other tasks that need certain skills. Итак, мы понимаем, что библиотекарям требуются навыки поисковой информации. And in the Troms County Library, we have this interlending department, which have a great skill that's unneeded. И лучше всего этими навыками обладают библиотеки центральные в Тромсе, где работает межбиблиотечный абонемент. And the university library in University of Tromsø have this special. They have several special librarians that can help us when we have very difficult tasks. А в университетской библиотеке работают специалисты, профессионалы, которые решают самые сложные задачи по библиографическому поиску. We have this cooperation with the university library. Таким образом, вот на 3 уровнях мы осуществляем сотрудничество, где главенствует университетская библиотека. And they have been holding the courses for the librarians. И именно там были организованы обучающие курсы для специалистов. And did you understand my model? Did you understand the model? Вам понятна наша модель, да, снизу вверх, то есть каким образом библиотекари получают профессиональную консультацию. Менее сложные вопросы в центральной библиотеке, более сложные решаются на университетском уровне. On the next slide, you see I've tried to write the new organizing. И эту же структуру я представляю здесь уже в виде таких словосочетаний. Уровни библиотек. We have 24 public libraries, and every librarian has to know what they don't know. We have to teach them that when they get certain questions, they shall pass on the question to the next level. У нас 24 публичных библиотеки, вот это верхний уровень, уровень номер 1. И библиотекари должны понимать, что нет нерешенных вопросов. Если вопрос возник, и они не справляются с задачей, они отправляют эту задачу на следующий уровень. Because when they get these questions so seldom, they have no practice they don't get enough practice in order to get the answers. Я повторяю, библиографические запросы, которые они получают довольно редко, могут быть сложностью из-за недостаточности практики, поэтому им помогают библиотеки следующего уровня. But what we see is that they have to know something about the databases and the digital resources before they know what they what they don't know. They have to know about the basis. If not, they cannot pass questions on. Но прежде чем направлять любой запрос дальше, на следующий уровень, они должны понимать, какие существуют базы данных, с какими цифровыми ресурсами можно работать и есть ли там необходимая информация. And I think it's very important that these librarians have got the courses because they have now much better competence on what they shall not do and what they can do. И что показали эти очень важные обучающие курсы для библиотекарей, они теперь понимают, что они должны делать, что они умеют и что они не умеют.
And in the small libraries, every librarian shall be able to introduce the newspaper archive to the public. They shall be able to talk about the digital resources that show all these periodicals and press reader, etc. So these things everybody have to know about. И дальше уже, когда сами библиотекари знают, что они обязаны пользоваться архивами периодики, архивами научных статей, это знание они распространяют дальше уже для населения, для своих пользователей. То есть пользование вот этими основными нашими информационными ресурсами должно быть в основе работы каждого сельского библиотекаря. Because these resources are very easy to use and they are public friendly. И эти ресурсы не требуют специальной профессиональной подготовки, работать в них может любой человек с улицы, то есть буквально наши пользователи. But some questions about information and knowledge are difficult and they have to be passed on to the next level. Тем не менее, остаются сложные библиографические задачи, которые библиотекари вот с этим минимальным нашим обучающим набором навыков не справляются и отправляют на уровень центральных библиотек. And this level will know if they can give the answer or find the answer, or if they have to pass it on to the county library or to the university library. А дальше по мере увеличения сложности. То есть есть запросы, которые можно разрешить уже на уровне городских библиотек, если нет, на уровне губернской библиотеки, и если нет, уже этот запрос поступает в научную библиотеку университета. But we have not yet, we haven't found the line where to pass it on or not. This will be a discussion on the next meeting with the librarians. Мы пока еще не решили, что, собственно, является критерием того, что запрос направляется дальше. И об этом мы будем говорить на следующей встрече библиотекарей. То есть мы обсудим те самые стандарты сложности библиографического запроса. And we still have 2 years and 3 months to go with this project. У нас еще осталось на этот проект 2 года и 3 месяца. So we hope that we will find an organization that will make things easier for the librarians and their work. И мы надеемся, что мы создадим такую библиотечную систему, такую структуру организации, при которой библиотекарям на местах будет работать легче. But so far we see that the knowledge of the databases and the digital resources have improved. Но, по крайней мере, мы можем уже сегодня констатировать, что знание цифровых ресурсов, знание баз данных улучшилось. Since I have to ask, how much time do we have? Сколько у меня времени? I think we can go for another 5 minutes. Because there were some questions about the students and. Может быть, у вас есть уже вопросы? Ольга Александровна, скажите, она может говорить время. You can go on with your presentation because we still have some time for you. Okay, because I got some questions from Tatiana about what kind of support and education will give to grown-up students. Я получила вопрос по почте от Татьяны. Какую поддержку мы оказываем взрослым студентам, заочникам, которые обучаются дистанционно? Конкретная помощь библиотечной системы. And most grown-up students that are part-time students are asking for supervision. But in the Lenvik Public Library, where they have done this
it's a public library that are very good on serving students. An example is that last Monday, one of the librarians held a course for 50 students about how to search for literature relevant for their education. Я приведу один пример. Естественно, вопросы по получению информации могут быть крайне разнообразными у студентов, которые занимаются заочно, учатся сами. Ну вот, например, на прошлой неделе, буквально в понедельник, библиотекарь провела курс информационной компетенции для 50 человек, рассказывая им, как работать с цифровыми базами данных. Not everything the students need are open access, but the students has a password in order to get to this, which give them this access. But not every student know how to use it, and there the library can help them. Элементарно. Многие базы данных требуют регистрации. И вот у этих людей, которые обратились за помощью, у них просто нет понимания, как нужно зарегистрироваться, как получить этот пароль, потому что не все базы данных находятся в открытом публичном доступе. And this library also give courses and guidance how to search and spot the difference between a good source and a source which are passing on wrong information or not so detailed information. Еще один курс, который предлагают специалисты библиотеки, это как различить, какие источники являются достоверными, предоставляют качественные данные, а какие источники предоставляют непроверенную информацию. When it comes to the students studying to become nurses in Lenvik, there is a very good cooperation between Lenvik Public Library and the teachers, those who teach nursing. По специальности медицинское образование медсестра, где, например, в городе Ленвик есть большой спрос на эту специальность, библиотекари Ленвика, публичные библиотеки Ленвика работают непосредственно с преподавателями дисциплин по медицинскому делу. These teachers want and welcome the courses because they see that the students benefit very much from them. И как отмечают сами преподаватели, эти курсы информационной компетенции, вот рассказ о базах данных, о лучших источниках поиска информации, предоставляют большие преимущества студентам, то есть они, безусловно, полезны. And this library, because it has worked so much with students, will be one of the libraries that will be on the second level. They can do tasks for other libraries. И мой пример с библиотекой Ленвика показывает, как вот библиотеки с более высоким профессиональным уровнем могут выходить на второй уровень в нашей организационной структуре, то есть они будут помогать библиотекарям, которые не справляются с подобными задачами. And also this library, Harstad Library, which is a library in a small town, will also be one of the libraries that can do work for other small libraries. И вот библиотека, которая организует уже курсы для своих пользователей, будет работать как методологический помощник, что ли, центр для более мелких городских библиотек и сельских библиотек. You have to stop me when I have to stop. Да, если мне нужно остановиться, скажите, потому что вопросы еще есть. Можно я вот такой, если не ошибаюсь, то во время стажировки было сказано, что студенты именно населенного пункта Ленвик, у них, по-моему, выше успехи в учебе, чем у других. Это так? Is it true that while Tatiana was in Norway, she remembers you saying that students in Lenvik have better results in education than other students? Is that true? Yes, some of them, as far as I have understood, some of them get very good results, and perhaps it's because they are smaller groups.
Perhaps it's because they are grown-ups. I don't know, but they are good students. Ну, нельзя сказать, что напрямую их успешность в учебе связана только с библиотекой. Может быть, это потому, что они учатся в очень маленьких группах. Может быть, потому, что они мотивированные, зрелые люди. Да, взрослые люди. But what I'm very sure of is that these students get very good supervision and guidance how to get to their texts and what they need for their studies. Но то, что я абсолютно утверждаю с уверенностью, эти студенты, взрослые студенты, получают полное кураторство, поддержку при написании своих работ для образования. And this tells us that cooperation between different institutions is very necessary in our part of the world. И я думаю, что вот там, где мы живем, географически, да, где мы в таких разрозненных, да, далеко стоящих друг от друга городах, очень важно партнерское сотрудничество между разными учреждениями: образование, библиотеки, университеты. Other questions? Еще вопросы есть? Да. Пожалуйста. I got some questions on email. У меня еще есть вопросы, которые я получила по почте. And there was a question about how it's financed. Например, вопросы финансирования. The learning centers. We have a learning center in Lenvik, situated together with the library. Мы основали обучающий центр в Ленвике, и он находится непосредственно в библиотеке. And this learning center gives education to the students. И этот образовательный центр работает как вот платформа для заочников. То есть они приходят туда, в библиотеку, специальное для них обустроенное помещение для того, чтобы спокойно заниматься своей вот заочной работой. Well, they organize the education on behalf of University of Tromsø. Но организация учебного процесса полностью ложится на университет Тромсо. And this learning center is financed by our stately budget. И финансирование этого специального заочного обучающего центра ведется из госбюджета. While the public library is financed by the municipal budget. То есть, как для России, это был бы федеральный бюджет, в то время как библиотеки муниципальные финансируются уже из муниципалитетов. But a learning center in the north of our county, which consists of 3 or 6 municipalities, is financed by the 6 municipalities. Совсем другая система финансирования на севере Норвегии. Там есть в этой части губернии 6 муниципалитетов, и они не получают господдержку, а полностью находятся на муниципальном финансировании. То есть их обучающий центр получает деньги вот из этих городских муниципалитетов. And this functions quite well, and the learning center get some extra support to projects from the county. Но тем не менее по проектной работе этот центр для студентов-заочников получает деньги уже централизованно, с государственного уровня. And this organization cooperates very well with the 6 public libraries in that region. И наша организация, то есть на уровне губернии, администрации, мы сотрудничаем со всеми вот этими обучающими центрами для заочников в регионах. Ольга Александровна, есть вопрос от Натальи Леонидовны.
вопрос такой, я прошу прощения, может быть, я что-то пропустила. Вопрос такой, может ли быть такое, что библиотекарь в маленькой библиотеке может выполнить запрос? То есть он имеет доступ к каталогу, и его компетенции достаточно, чтобы запрос выполнить, но не делает этого, а переадресует на более высокий уровень. То есть чем замотивированы библиотекари маленьких библиотек, чтобы самим выполнять эту работу? We have a very interesting question. You make it quite easy for librarians in smaller public libraries not to do their duties because are they motivated to answer all the demands, answer all the questions from their users, from the readers themselves, or you can just make it easy for them and they pass it to the next level immediately. So how do you make them motivated to use these databases themselves, to use digital resources and archives? That's what we are trying to get the answer to through this project, because we see that especially librarians from the small libraries need more practice, and they get to know what's in the different databases. And they also have to know what kind of questions they shall not spend time on getting the answer to, because they get so few questions during a year that they don't get enough practice in order to solve things efficiently enough. And they have so many other tasks. So I don't think we make things very easy for them, but we have to work with the librarians so that they know when to pass things on. And it's not a shame if you put the questions further on to the next level, because there are other things you have to do as a librarian to serve kindergartens, schools, the lady from the next street, etc. So I don't think we make it easier, but we try to, in a kind of way we make it easier, because they have to know when they shall not spend a whole day trying to find the answer. If they pass it on to Lenvik or Horsta, there will be librarians who spend much less time finding the answer. And that I think the public will benefit from. В этом как раз задача проекта. Я напомню вам, что из 24 библиотек почти в половине библиотекари заняты лишь на полставки. И в это время они должны успеть и с садиками поработать, и со школами, и со всеми горожанами. То есть у них много других задач, кроме ответов на редчайшие библиографические запросы. И они сами должны во время наших семинаров, обсуждений, должны ответить себе на этот вопрос. Стоит ли тратить время сейчас на запрос, который появляется раз, два, 3 раза в год, может быть, самим, или же просто предоставить, получить помощь от библиотеки в Ленвике, в более крупной публичной городской библиотеке, поскольку они должны балансировать, найти эту золотую середину. Их профессиональное время тоже дорого. Если они справятся сами, они это сделают. Но мы попытаемся выяснить, сколько им нужно практики, чтобы отвечать на некоторые библиографические запросы, и в какой момент или на какой уровень сложности, какого уровня сложности должен быть запрос, чтобы он перешел дальше, чтобы они не тратили на него свое время. But there is another thing. There shouldn't. I think that every municipality need librarians in full-time job. Но хотелось бы, конечно, то есть идеальная ситуация, если в каждом муниципалитете будет библиотекарь на полный рабочий день. But we cannot solve that. That's up to the politicians. Но это мы уже решить не можем. Это вопрос к политикам, это вопрос государственного уровня. Ольга Александровна, да, еще один вопрос, и мы завершаем. One more question, and then we'll let you go.
вопрос мой будет в следующем. Речь идет о каких цифровых ресурсах? Это бесплатные ресурсы, размещенные в интернет, или библиотека должна подписаться на ресурсы, и для библиотеки это платно? When you talk about digital resources, about databases, are they free access resources, or are they provided to the libraries at certain conditions? Do they pay for them? Do they subscribe to these databases? Some of the digital resources, the county library subscribes on behalf of the public libraries, like A-Text, which is archives for newspapers, and Idun, which is periodicals and press reader. So people can read this, use these for free in libraries. Централизованно губернская библиотека Тромса подписана на основные базы данных, то есть это платные для нее, для этой библиотеки. А городские, публичные библиотеки, маленькие библиотеки получают уже эту подписку бесплатно через губернскую. И одна из основных таких баз данных – это A-Text, то есть периодика, архив всей периодики. Databases owned by the university library, we can do search in, but there are sources that are not open access, but we get to know about what it is. Что касается каталога университетского, то, конечно, любой, он находится в публичном доступе, и вы можете просто выяснить, есть ли там необходимые вам материалы, но эти материалы уже не обязательно доступны для чтения, то есть вы просто можете понять, есть ли такой документ или нет. But material that are not open access, we can get if we because the university library can provide us with these things. А дальше уже по запросу, конкретно под запросу специалиста библиотеки, университет может предоставить необходимые материалы, если, то есть первоначально мы работаем с каталогом, а потом уже этот запрос по межбиблиотечному абонементу осуществляет сам специалист. So I think that the access is quite good. Я считаю, что доступ достаточно качественный, хороший. If you know how to use it. Если вы знаете, как этим правильно пользоваться. Большая благодарность за участие и подключение, и просвещение нас этого проекта. Thank you for being with us today and enlightening us on your project. That was great. Thank you very much. I would appreciate it to be. I would like to stay with you in your very nice room, a nice town, but I didn't have the time. Мне очень жаль, что у меня не было времени, что у меня не было возможности приехать к вам, в вашу прекрасную библиотеку, быть сейчас с вами на форуме. Спасибо. Спасибо. Вот, коллеги дорогие, у нас осталось какое-то количество времени. Значит, мы договорились с Татьяной Александровной таким образом. Значит, я все-таки сконцентрируюсь еще по поводу библиотекарей, да, вернемся к началу разговора и про библиотекарей, что я, как модератор, сегодня могла бы какие реперные точки проставить. Мне кажется, вот система почти что в один. Вот посмотрите, что у них, что важно из этого разговора, то, что она сказала про непрерывное обучение библиотекарей, что это уровни, разные уровни. Вот смотрите, у нас ведь ситуация такая же. Они начали модернизацию библиотек, и у нас модельные библиотеки создаются. И вчера и Детловская, и вот эти губернаторы говорили о том, что как только библиотека модернизируется, да, надо людей обучить. Все ли кадры готовы к этому? Это один вопрос. А второй, даже те, которые работали уже в новых цифровых условиях, умеют работать. Все равно библиотека нового типа требует от них новых компетенций. В нашем стандарте написано очень много компетенций новых, которые они приобретают, начиная работать в библиотеке нового типа. И вот посмотрите, какой важный момент. Получается, что мы должны, вот как раз, что Детловская говорит, вы должны грамотно составить программу повышения квалификации. Значит, мы должны представить вот для этих библиотекарей разноуровневый
степень повышения компетенций. Первый, в который входит, вот я назову, какой уровень, значит, сама библиотека маленькая, второй уровень – это центральная библиотека, и третий уровень – это областная, а четвертый, вот она называет университет, а мы, например, обращаемся уже в федерацию, да, то есть вот когда нам организуют, там Пушкинская библиотека организовывала, сейчас вот Дитловская будет по модельной организовывать, они будут, конечно, не сами, но они будут пользоваться нашими федеральными библиотеками, правильно? Получается, у нас четвертый уровень – это федеральные библиотеки. У нас как бы в нашей системе, в отличие от них, выпадает университетская подготовка, потому что наши федеральные библиотеки обладают в библиотечной профессии большими компетенциями. Получается так, но мы сейчас не об этом говорим. Значит, когда вы будете, или мы, вот директора библиотек наших, составлять программу повышения квалификации для библиотек, когда они будут созданы нового типа, значит, надо будет учесть, во-первых, на уровне самой муниципальной библиотеки определить, какую степень компетенции и в каких направлениях они должны обладать. Просто проговорить. Вот в нашем стандарте они все перечислены. Вы оттуда выбираете и пишете. Вот такие степени компетенций. Из этих степеней компетенций вам надо выбрать, что вы можете обеспечить на уровне своей центральной библиотеки, а это вполне, наверное, можно какой-то степени, да, там новый формат электронных абонементов и так далее, вашего взаимодействия внутри. Выбрать какую-то компетенцию, которую вы можете делать на уровне центральной библиотеки, определить уровень, степень потребностей для повышения квалификации, который может определить, сделать вам национальная библиотека или областная библиотека, и только последний, четвертый уровень предусмотреть, дать как бы заявочку, что вы могли бы получить только в федеральной библиотеке. И она ведь тоже говорит о том, что библиотекарь, когда он приезжает и обращается выше, да, за помощью, он все равно должен иметь базовую подготовку, потому что это не значит, что сегодня Москва нам объявит, что вот библиотека федеральная РГБ, например, организует для модельных библиотек там систему повышения квалификации. И ваши библиотекари, поехав туда, вот с нуля поехав туда, что они все вот воспримут. Это не так. Вот именно об этом она и говорила, что нужно проставить грамотную, комплексную программу повышения квалификации для персонала. И именно с учетом, вот тут новинка, что она уровни, то есть определить базовую степень, что он должен знать, потом, что центральная туда вносит, что областная делает, и потом федеральный уровень. Вот по поводу федерального уровня. Кстати, наш министр культуры, когда я ему объясняла эту ситуацию с персоналом, он сказал, что так, он говорит, слушайте, сколько мы денег потратим, если мы столько 20 библиотек, да там в каждой библиотеке по 3 человека, по 4, надо поехать их учиться, да? Это же сколько денег надо, все они там по неделе будут жить в Москве и так дальше. И будет ли от этого толк? Значит, он предложил, например, у нас в регионе создать пригласить вот этих специалистов федеральных библиотек в регион наш. И для библиотек модельных республики Коми обучение сделать в Сыктывкаре, потому что приехать в республику ближе, дешевле, понимаете? И здесь как бы на месте уже провести обучение комплексное. Вот это такая идея министра мне вначале показалась странной. Я подумала, сколько денег потратить. Но когда вот сравнила, сколько потратят все, когда, да, сравнение с тем, что республика здесь заплатит за счет, может быть, субъекта даже, все это будет оплачено, да, получился вообще классный вариант. Поэтому я обращаю ваше внимание, что вот это сейчас зафиксируйте у себя, и когда вы будете создавать вот такие программы повышения квалификации для модельных библиотек, для персонала, наши библиотеки посмотрят, откроют стандарт модельный, прочитают уровень компетенций, все определят, и все это у вас выстроится. И согласуйте со всеми уровнями, с нашим уровнем, и потом наш проектный офис уже сделает заявку от региона, да, в каком форме, то ли мы к себе пригласим, то ли там, то есть какой степень компетенции мы будем заказывать на федеральный уровень. И то, что она тоже говорила, мы ждем от вас заявок. Помните, да? Чтобы не в холостую все это пробурчало. Вот теперь Татьяна Александровна обобщит. На самом деле успела затронуть только тему библиотек. На самом деле у них самое вообще шикарное, это то, что они предусматривают на протяжении всей жизни всего населения. Вот библиотека там, как вчера кто-то из Карелии, наверное, сказал, нет, с Ямало-Ненецкого, что от рождения и до самой смерти все предусмотрено для населения. Это не только информационный центр, это центр разных компетенций. Вот, например, компетенции могут быть какие? Вдруг мы открыли, что мы не только можем обучать пенсионеров компетенциям цифровым, мы можем и просто компетенциям правовым, экономическим, компетенциям в ЖКХ, компетенциям, например,
даже как разделять мусор. Удивительно, но оказывается, есть интерес, как проводить систему разделения мусора. Вы знаете, что это целая система знаний? И так дальше. И вдруг мы обнаружили, что у нас огромная потребность, например, у людей, которые выращивают свиней там дома, кроликов, у них тоже в правовое просвещение 0. Им всем требуются консультации, систематические консультации надзорных органов. Охотники, рыболовы, ветеринары, те, кто... И представляете, мы стали такие дни информации делать, и у нас полный зал людей, и они бы готовы и раз в месяц, и 2 раза в месяц собираться и обсуждать эти темы, потому что это для них насущная потребность. И библиотека, в принципе, может этой площадкой соединения. Это тоже люди разных возрастов. Кто-то начинает бизнес, кто-то его продолжает, и он в активе находится. Ну и Татьяна Александровна сейчас обобщит, какие вообще у нас-то опыты есть вот по обучению на протяжении всей жизни, что библиотеки могут делать разным категориям населения. Я хочу буквально сделать маленькую вводную, показать пару слайдов, потому что мы к этой теме подошли тоже не совершенно... Мы были не подготовлены и тоже не понимали основ, что такое обучение на протяжении всей жизни. Нам только запала мысль, высказанная здесь, о том, что на самом деле работа с образованием – это только одна часть этого проекта. На самом деле все, что происходит в библиотеке, любая лекция, любая встреча, любое событие, это все относится к программе обучения на протяжении всей жизни. Просто они пока, их акцент на услугах для студентов-заочников и не только вот в небольших библиотеках. Поэтому вот я сделаю маленькую такую вводную. Значит, мы проанализировали и изучили материалы журнала скандинавского опыта, да, материалы ИФЛА. И вот то, что здесь, это вообще по всему миру, как это направление может быть реализовано. То есть, во-первых, один постулат важный для этого направления – это холистический подход к обучению, то есть акцент на личности в целом, она не на ее каких-то отдельных составных частях, если так можно сказать. Различают 3 типа образования. Первое, то, какое мы с вами все получаем, это детский сад, школа, высшее образование, среднее специальное образование. Да? Есть... Далее, следующий уровень образования неформальное, то есть некие специально разработанные учебные программы, но они не относятся ни к статусу высшего образования или же среднего, и там не присваиваются квалификации, так какие-то курсы. И информальное образование, любые виды деятельности по индивидуальному и групповому обучению. И здесь мы как раз можем говорить о вкладе библиотеки на каждом уровне. Если мы говорим о формальном образовании, то это непосредственная взаимосвязь с образовательными организациями разного уровня. Если же неформальное образование, то вы сейчас, если пролистаете свою деятельность, то поймете, что есть наверняка какие-то курсы здесь, которые проходят на территории библиотеки, организованы ли они непосредственно вами или же приглашенными людьми. И 3-й уровень – это то, вот, о чем уже начала Ольга Рудольфовна говорить, это и 3-й возраст, и далеко не 3-й возраст, это именно профессиональные сообщества или же сообщества по интересам, которым действительно не хватает информации для своей деятельности или для самореализации. Да? И принципы непрерывного образования, обучение длиной в жизнь, от колыбели до конца жизни или до могилы, да? Обучение шириною в жизнь, то есть вы видите вот эту наполненность этой программы, то есть все сферы жизни охватываются, я их покажу в следующем слайде, добровольность и самомотивация. То есть мы понимаем, что, вот такой же пример, да, люди занимаются каким-то, живут своей жизнью, обучаются, но тут приходит какой-то момент, когда появляется мотивация, мне необходимо новая финансовая грамотность. И я могу прийти в библиотеку, начиная от того, что я возьму ту или иную книгу или попрошу подборку статей, и до того, что я увижу предложение в библиотеке, оказывается, можно прийти на семинар по финансовой грамотности, и, что приятно, это совершенно бесплатно, да, в наше время, в отличие от любых других организаций и учреждений. Здесь вы видите весь спектр аспектов нашей с вами жизни, да, человеческой жизни, здоровье, отношения, окружение, призвание, самосовершенствование, обеспеченность, духовность и
то, что мы выделяем в каждом из них. То есть по каждому из аспектов нашей жизни у нас может и, по сути, происходит рост, личностный рост. Да? Другой вопрос, у кого возникает мотивация, в какой период жизни, возникает ли она или нет. Но это дело сугубо мое личностное, да, внутреннее. Но для меня, как для жителя города или же другого любого населенного пункта, как участника того или иного сообщества, важно знать, где я могу эти знания получить, где эту недостающую информацию кто мне ее предоставит. И когда я понимаю, что в моем населенном пункте, в моем городе есть библиотека, которая это предоставляет, то я думаю, что если мы посмотрим на нас с точки зрения пользователя, то наши бонусы и представление, общественное мнение о нас, оно постепенно меняется. Что дает непрерывное образование? Социальную вовлеченность, и мы это видим на примере проекта «Третий возраст» и не только. Личностное развитие, финансовая самостоятельность, конкурентоспособность, способность трудоустройства. Но это связано с тем, что мы сейчас должны быть готовы к переобучению в течение жизни профессионально несколько раз и потом еще суметь адаптироваться в новой профессии или же переквалифицироваться и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Конкурентность на рынке труда. И все это можно получить через ресурсы, либо через предложения, естественно, разных организаций, но мы говорим о нашей роли. То есть если это предложение в вашей библиотеке, или какие они есть, и наверняка они у вас есть. Так, пардон. Ну вот это как раз обложка журнала «Скандинавские библиотеки», который был полностью посвящен проекту обучения на протяжении всей жизни именно третьего возраста. И ключевые аспекты реализации этого направления всегда основываются на одном и том же. Это общие ресурсы, то есть создание централизованной электронной сети всех библиотек. Вы видите, мы уже не в первый раз говорим об одном и том же. Партнерство, то есть сетевое взаимодействие, организации всех уровней. Важно не быть здесь и выступать в одиночку, потому что только за счет партнерства разных уровней появляются возможности информирования и консультирования, вот это вот обучение на протяжении всей жизни. Среда, как меняется среда в библиотеке, то, о чем вчера и сегодня говорим, кадры, продолжается тот же разговор, да, и общественное мнение о том, что библиотека уже начала меняться не только внешне, но и внутренне, да, но мы иногда сталкиваемся с тем, что общественное мнение все еще держит в голове свой какой-то образ библиотеки, давно сложившийся, и по каким-то причинам этот образ еще не поменялся. Да? И вот то, о чем я говорила в первом сообщении, то есть вот это как посмотреть друг на друга, да, для того, чтобы увидеть что-то новое и то, что необходимо. Конечно, стоит вопрос о готовности библиотекарей к такому подходу. И мне еще раз хочется сказать слово «умонастроению», потому что это именно умонастроение. Вы видите здесь спектр компетенций, которые указывают специалисты скандинавских стран и ИФЛА, когда они говорят о направлении обучения на протяжении всей жизни. И что мы видим? Умение поиска информации, умение, то есть знание досконально этих баз данных, умение анализировать, уметь расспрашивать о запросе, уточнять его, знание вопросов защиты прав интеллектуальной собственности, умение по продвижению библиотечных услуг и ресурсов, способность, умение выступать на аудиторию, делать презентации, в том числе педагогические умения, уметь научить пользоваться тем же электронным каталогом, уметь научиться пользоваться электронными базами, научить, какую информацию можно получить с сайта библиотеки, не выходя из дома или со смартфона, где бы вы ни находились, и так далее. Вот такой спектр. И здесь буквально несколько примеров со всего мира, да, о том, какие услуги информационного характера библиотеки указывают для того, чтобы вот, работать с населением. Ну вот
Пример, библиотеки Дании с 2011 года организуют ежегодно акцию «День открытых дверей» для пожилых граждан, желающих научиться пользоваться всеми возможностями интернета. Это могут быть и помощь в домашнем задании, это может быть колл-центр по помощи по домашнему заданию. Абсолютно разные предложения. Но, с другой стороны, о каком бы проекте мы ни читали в рамках этого направления по всему миру, хоть Венесуэла, хоть США, ЮАР и так далее, мы не видим, честно говоря, с коллегами чего-то супер нового. Мы не видим здесь какого-то изобретенного велосипеда. Мы все на самом деле это делаем. Может быть, не в том формате. Может быть, у нас нет колл-центра, да, и мы не помогаем через колл-центр делать домашние задания. Но я знаю, что коллеги нашей библиотеки, краеведческого отдела, они помогают делать домашние задания по какому языку. Так ведь? Да, в иностранном отделе мы давно себя позиционируем как центр самообразования. Я всегда говорю, приходите с 10 до 20 каждый день, пожалуйста. Мы поменяли фонд, мы его немного реорганизовали, да, в связи с... Мы его обновили в связи с новыми группами людей, которые самостоятельно учат языки. Это не студенты, это не ученики школ, это не учителя, не преподаватели. Это самая, что ни на есть, широкая публика, которая начинает... У нас какой-то бум изучения иностранных языков, начиная от того же английского, и он теперь как-то не так уже, значит, в фаворе, вот китайский, японский и польский и так далее и тому подобное. Да? И мы в процессе вот общения, в процессе того, что мы наблюдаем в процессе работы, мы начинаем быть готовы к тому, чтобы дать это, и вот начиная с ресурсов, а далее уже события, там, День языков и культур. И у нас было 2 рабочие встречи с коллегами нашей библиотеки, когда мы как-то решили подготовиться к этому семинару. Мы попросили заполнить таблицу, в которой мы учли все целевые группы, начиная вот от начала жизни, да, там, дошкольники и заканчивая 3-м возрастом. Мы включили в эту таблицу 3 вида обучения: формальное, неформальное и информальное, то есть образование, работа с образовательными организациями, потом некие курсы без сертификатов или там, без присвоения квалификации. И 3-е – это то, что для широкой публики, да, то, что называется... то, что самостоятельно. Да? Я не претендую сейчас, если честно, на указание всех форматов, всех видов деятельности и всего полного предложения Национальной библиотеки. Если я его сейчас буду сюда включать и все озвучивать, мы с вами до вечера не разберемся. Мне было важно показать вам сам принцип, да, что присутствует. И вы видите, что если это дошкольное образование, то, конечно, это мастер-классы в дни семейного отдыха. И если я сейчас что-то не назову, коллег, прошу не думать, что-то там, мое какое-то умозрение, да, буду благодарна, если вы добавите и еще прокомментируете. Школьное образование, понятно, что это мероприятие к памятным датам, это и для старших классов наша программа курса информационной компетенции, базовый уровень, 9 и 10 классы, конкурс «Школьный патент», шикарный проект «Легион умников» и так далее. Да, даже не буду браться сейчас комментировать эти проекты в присутствии коллег, они знают лучше. Далее идет университетское образование, опять же курс информационной компетенции, но уровни базовый, 2 и продвинутый, да, не говоря о разного рода мероприятиях культурного и познавательного содержания, о них немножко позже будет, и непрерывное профессиональное образование, курсы повышения квалификации и также для специалистов наши курсы информационной компетенции. Поддержка неформального обучения взрослых. Мы также видим, что со специалистами небиблиотечного сообщества проводятся курсы информационной компетенции. Наша задача – обучить эффективному поиску материалов этих людей. Если говорить о студентах, то обучить поиску материалов в помощь образовательному процессу. И эта тема созвучна с норвежским проектом. И то же самое касается специалистов. И наверное, перейду вот к самому широкому блоку, это поддержка самостоятельного обучения и саморазвития. По всем тем аспектам, по той диаграмме, которая звучала: здоровье, духовное развитие, личностное развитие, взаимоотношения, финансовая грамотность, социальная адаптация и так далее, будь то клуб «Экопульс», да, или «Стоп-стресс», или же мероприятия и предложения клуб любителей гитарной поэзии,
эстетическое воспитание, цикл концертов, клубы по интересам, которые существуют работают в каждом отделе, будь то это хоббитека или же это клубы или сообщество по изучению иностранных языков, там, где люди собираются с абсолютно разных профессий, их объединяет только страстная любовь к тому или иному языку и культуре. Встречи со специалистами, если говорим о финансовой грамотности, то же самое, по правовой грамотности, постоянные встречи с юристами, нотариусами, оформление разных документов и информирование о изменениях в пенсионном законодательстве и так далее и тому подобное. Да, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Консультации с психологами. Я недавно была на встрече «Стоп стресс» и увидела очень заинтересованную аудиторию женщин, которые стремятся улучшить свои отношения в семье, со своими близкими, со своими родственниками. Они не обращаются, возможно, к специалистам где-то в другом месте, но я вижу вот эту постоянную аудиторию, которая приходит к нашему психологу Людмиле Бартоломей, да, и в этой доверительной атмосфере вот они делятся, по сути, наболевшим. Но помогает им в этом не библиотекарь, им помогает с этими чувствами негативными разобраться специалист. Вот то же самое мы делали совместно с тем же специалистом, психологом, когда открывали выставку иллюстрации Мюнхенской детской библиотеки, которая полностью посвящена книжкам о семье, а именно о ребенке в семье. И хорошо, если эта семья счастливая, и он счастлив, а если там что-то не так, то каково этому ребенку? И для того, чтобы немного обезопасить себя, потому что мы не знаем, у кого, как отзовется, у какого ребенка и подростка та или иная тема или та или иная иллюстрация, у нас была еще и Людмила Николаевна, потому что она могла подсказать. Либо там, где когда ее не было, мы не затрагивали эту тему так остро, да, и мы выходили только на непосредственно литературу. Ну, тут можно очень долго и много говорить, я хочу остановиться. 2 минуты я скажу, да. Мы стали работать где-то 2,5 года назад с Академией госслужбы, направлением подготовки зарубежной регионоведения, поскольку это направление готовит непосредственно людей по финно-угорике. Да? Анна Михайловна Чарина, завкафедры, она присутствует здесь. Я знаю, что даже студенты ее, с которыми мы работаем, тоже здесь. Мы начали с предложения поучаствовать в Дне европейских языков, поскольку нам были необходимы люди для проведения пробных уроков по финно-угорским языкам. Спасибо, что тогда ребята откликнулись, и все получили свой опыт. Студенты получили свой, мы получили свой, а население получило шикарное предложение, потому что эта площадка повторялась нон-стопом на протяжении дня несколько раз. И кабинет был постоянно занят. Мы выбрали маленький кабинет, потому что мы думали, что большого спроса не будет. Он оказался большим. Мне очень приятно, что некоторые студенты затем стали постоянными посетителями библиотеки нашего отдела, в том числе каких-то отдельных мероприятий, которых просто специально не нужно звать. Они в теме уже, они знают, что они приходят. Что мы стали делать дальше? Дальше достаточно простой путь. Мы стали приглашать на экскурсии, знакомить с ресурсами, с коллекцией Питера Домакаша и, в общем-то, подбор ресурсов для курсовых работ. Был приятный факт, что ребят действительно стали приходить и пользоваться этими ресурсами, просить подборки, либо самостоятельно это делали. Что мы стали делать дальше? Дальше Анна Михайловна как-то мне так вот на одной встрече сказала: ну, слушайте, вообще у нас вот тут стандарт есть, федеральный государственный стандарт высшего образования по направлению подготовки зарубежной регионоведения. Поскольку я человек из образования, мне эти все документы не чужды, я так с интересом его открыла, другими глазами почитала. Нашла много интересного и полезного для себя лично, и потом стараюсь этим своими коллегами делиться. Хочу сказать, что читайте федеральные государственные стандарты по среднему профессиональному образованию и высшему, и школьной, если вы хотите лучше понимать коллег из образования, говорить с ними на одном языке. Это очень важный момент. Рекомендую читать пункты 2, 4, 5, потому что в пункте 2 вы найдете все сокращения, чтобы понять дальнейшие тексты, как называются ключевые и профессиональные, и общеобразовательные компетенции. Вот в пункте 4 вы найдете те самые компетенции, а в пункте 5 вы найдете требования к выпускнику. И для меня, например, всегда показатель, а это относится к ключевым компетенциям, то, что я сейчас скажу, так называемые общекультурные. Если написано, выпускник должен владеть такими умениями, как поиск информации, ориентирование в
там, в информационном поле создавать списки рекомендуемой литературы, то что? То значит, я смело могу предлагать курс информационной компетенции и сказать Анне Михайловне и другим коллегам, и даже я это делаю в предложении, в документе, сразу пишу ОК-6. ОК – это общеобразовательная компетенция номер 6. Я знаю, что Анна Михайловна это очень хорошо понимает. Ей не надо долго объяснять. И мне очень было приятно, когда в какой-то момент, ну где-то там пару лет мы общались уже, она сказала, вы знаете, вот, а что-то мы как-то раньше не думали, что мы в рабочие планы могли бы включить вообще мероприятия библиотеки. Они же, говорит, тоже работают на вот те же самые компетенции. Мы же, говорит, должны это написать, мы должны отразить. Мы через какие мероприятия эти компетенции у студентов-то формируем? Я говорю, замечательно. Далее был такой момент, когда мы решили составить общий план. У Анны Михайловны возникла потребность составить план внеурочных мероприятий для студентов. Ну, что-то мы решили, что мы можем это сделать совместно, и мне очень было приятно услышать такую фразу. Нет, вообще, понимаете, все, что касается дисциплин, мы же, конечно, студентам дадим, уж как бы не волнуйтесь, да, но вот таких встреч, как в рамках Дней Арктики с финскими университетами, значит, там финно-угорская гостиная, где можно почитать и так далее, да. Но, говорит, мы, говорит, такое предложить не можем, поэтому, говорит, тут мы на вас надеемся. Вы знаете, в тот момент пазл сошелся. Вот мы ищем пути, как вот эти две самодостаточные и амбициозные системы образования и культура, они могут найти вот это вот соединение, понимаете, причем не лоб в лоб, да, а именно через то, чтобы научиться говорить на одном языке. Да? Вот, так что работа с образованием у нас продолжается. Вот у ОД у них свой опыт, да, у нас есть свой. Полистайте у себя в вашем опыте. Я думаю, что сейчас что-то откликнулось у вас в сердцах и в головах, по крайней мере, надеюсь. Вчера Наталья Алексеевна Михальченко говорила, что она очень надеется, что этот форум, после этого форума вы уедете и уйдете вдохновленными. Я очень на это надеюсь, что нам удалось это сделать или, по крайней мере, внести маленькую лепту. Спасибо. Спасибо, Татьяна Александровна. Дорогие коллеги, мы закрываем нашу тему моей последней ремаркой. Вчера за обедом Анастасия Юрьевна Дитловская сказала таким образом, кто о чем, я про модельные библиотеки, про федеральный проект. Я вижу, просто директора все наши сидят. Она сказала, что в скором времени они помониторят и запросят проектный офис регионов заявку на обучение. Вот как раз то, что я говорила. Она забросит нам заявочку. Ждите в скором времени, вы сейчас вот приедете, быстро разберитесь, какие компетенции вы выводите на федеральный уровень, чтобы мы могли проанализировать, обобщить и сбросить ей туда. Почему это нам важно? Понимаете, мы должны управлять этим процессом, потому что мы практики, понимаете, у нас ситуация, вот мы ее знаем, мы ее решаем, мы ею управляем, а не сверху. Конечно, этим центром управляющим, этим обучающим, у них какие-то специалисты хорошие, они хотят им занятость обеспечить, а нам надо порешать свои проблемы. Поэтому давайте в свои руки это брать. Поэтому ожидайте нашей центральной библиотеки 20 на 20. Ждите, пожалуйста, нашего мониторинга. Что бы вы хотели, чтобы мы заказали федеральный центр? Спасибо. Сейчас несколько объявлений по обеду. Мы обедаем, все знаете, кто куда идет. По поводу, еще раз повторю объявление тем, кто не был на первой части нашего сегодняшнего занятия. Значит, у нас разночтение в программах во времени по поводу лаборатория у нас идет до 17:45 здесь. Одновременно, параллельно в 16:30 в театре драмы